Суббота у нас эфир экспромтом, хотя я обещал больше по тематике сегодня провести эфир, но вчера осталось у людей уйма вопросов, которые они хотели задать и не задали. Поэтому сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Так, сейчас постараемся быстро Telegram подключить. Так. Подключиться. Алла грез хил. Алла махкарва хархоуса. Дал си дуэл алла махкарва хархуашка бахархуашка дал духтах дуэл выжри. Хазгиет шуладу ушхаларна. Ашьязи ашхаларна. Очень рад, что слушают, задают вопросы, интересуются общей нашей историей, культурой, традициями. Достойные братья останутся достойными навсегда. Все остальные, кто занимается фитной, они и вовсе не наши, Бахтиезер. Так, друзья, надеюсь, что сейчас потихоньку все потянутся. Вы будете уже задавать вопросы, если кому-то интересно. Так. Так, что поделаешь? Сейчас постараемся. Вроде бы сейчас получится. Башлам, ты был Юкаркелай? Если я не ошибаюсь, проездом был. Был проездом. Так. Все. Итак, подключили вроде бы. И мы готовы отвечать на ваши вопросы, продолжить нашу тематику. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Если же нет, мы можем коротко пробежаться по интересующим нам некоторым материалам. Надо только так, сейчас мы WhatsApp отключим. Бывает ли исламский склеп? Ну, исламские склепы не может быть. В исламе, насколько я знаю, склепы запрещены. Что-то склепоподобное, надмогильные есть у казахов, по крайней мере, я знаю. Возможно, есть и у других. Но сказать однозначно, что исламские склепы — это что-то новое. Итак, давайте я вам коротко прочитаю сейчас. Пока вы будете писать вопросы. Уважаемые читатели, повествую о древнейших представителях нахского этноса как эры. Я, как автор этого очерка, содержавшего много характеров, содержащих научную логику, собственно, исследований, имел бы возможность предоставить нашему дорогому читателю именно
предоставить, ибо история предоставляется фактами, а не предъявлением, не предъявляется по нравам, своим рассуждениям, опирающимся на таких мне близких по духу людей, кавказоведов, как Кадзоев Нурдин, Нашхоев Р.М., Сигаури Ильяс, Джамирзаев Саламу, Нунуев Саид Хусейн и так далее, направивший меня в русло исследовательских доводов о происхождении нахских племен, а также кавказцев в общем. Ну, чтобы было понятно, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Данную книгу написал Мальсагов. Вот эта книга, вчера мы вам показывали, да? Поэтому здесь вы увидите термины нахские, войнахские, ничего удивительного нету. Ваша Ицха Нарни, сказочник, сказочник, Башлам, Ваша Ицха Нарни, сказочник, Ярк Ютуб Чуха, про то, что типа до них народы Кавказа присягу давали, и они типа не первые. Ну, первые, не первые быть, может быть, до них до этого не было вообще как народа. Он не рассказал тебе? Ва алейкум ассалам. Ему стоило бы задуматься над этим. Башлам, как я понял, типа Вейн Бяша, Вайбишт, Угш, Дарцар, Куштеш. Хавайтай такой, Касту Дукцун, Хайн Биш, Амирху, Хортукойна. Так, разрешить злой алироевец. Итак, поэтому здесь непосредственно пишет о нахской истории, и нахское, войнахское слово используется в основном для этого, чтобы вам было понятно. Наши же источники нынче не пишут такого, более современные. Здесь так, направив в русло исследования доводов происхождения нахских племен, а также кавказоведов в общем. Здесь в брошюре производится методология сравнительно исторического смысла существования расселения, утверждения эров на огромной территории от Передней Азии, Малой Азии до Западной Европы, несущей с собой не только традиции, культуры и быт, но и все признаки цивилизации и прогресса, что привело к образованию государственности у многих народов, имеющих дикое и варварское прошлое, кто в совокупности с эрами образовали великие державы и цивилизации мира, такие как, например, Армения, Урарту. Я не знаю, почему он написал, что Армения это Урарту. Ну да ладно, не стоит, брат, я ему написал как есть. Башлам, как правильно нам, чеченцам, бороться против фальсификаций и подлога со стороны нарнийцев? Я имею в виду простым обывателям, так как многократная ложь оставляет следы. Сейчас отвечу на этот вопрос. Я быстро сейчас дочитаю и отвечу на твой вопрос. Мамилуке. Так, сейчас мы быстро закончим. Армения, Урарту, Грузия, Картли, Албания, Азербайджан, Древняя Русь, Германия, Англия и ряд других государственных масс. Здесь же делается акцент на то, что эры являются потомками Эроса. Эрса-Нахск, праправнука Ноя, Нуха. Практически были основным населением ведущего нахоязычного государства Урарту Бей-Анили в 9 век до нашей эры, 9-6 века до нашей эры. В большей степени унаследовали Ноев язык и традиции генеалогические. Во всех сравнениях, содержавших терминологию, связанную с эрами, можно прийти к выводу, что эры отождествляются с военачальниками, князьями, приставами, то есть людьми, постоянно выдвигающимися на передний план или сознатию, имеющих при себе такие качества, как честь, достоинство, властолюбие и так далее. Это древний этноним народа, позабытый для некоторых историков, для того, чтобы притупить значение статуса в истории эров, не интересующихся и не представляющих особого внимания большинству ученых, за исключением историков-кавказоведов, изучающих нахский этнос,
Убежден, что элементы генов этих великих потомков Ноя присутствуют в чеченцах, ингушах, русских, грузинах, кабардинцах, дагестанцах, армянах, азербайджанцах, англичанах, немцах, французах, итальянцах, греках, ирландцах и во многих других народах, населяющих знакомые нам государства и страны Евразии. Здесь я остановлюсь. Это очень удивительно, что наш брат Марсагов, являясь сам ингушом, я думаю, что это, по крайней мере, сегодня он себя называет ингушом, многие из этой фамилии, я не про чеченских Марсаговых, которые являются чеченцами. Но в этой книге стоит отдать объективно, он указывает, что праотец Ной и говорит о его внуке, правнуке Эросе. И что удивительно, что прямыми потомками их называют в первую очередь чеченцев, потом уже ингушей. Это уже показывает о том, что непредвзято написано. Обычно в сегодняшней литературе пишут, вы знаете, да, как пишут. Ну, не мне вам повторять. Поэтому уже стоит немножко поинтересоваться данной работой. В отличие от своих современников и соплеменников в государстве Урарту, алароидцев, здесь же в очерке указывается преобладание в генах эров, выживаемости их среди других народов и богатого миссионерского опыта среди обитания диких племен. Давая оценку эрам как древнейшим историческим предкам многих народов, прежде всего войнахов, лишний раз убеждаешься в их могуществе и принципиальности во всех исторических периодах их существования. На большой арене Древнего Востока, наряду с такими историческими и великими народами, как хетты, 4-е тысячелетие до нашей эры, ассирийцы, 2-е тысячелетие, 1-е тысячелетие до нашей эры, вавилонцы, или аккадцы, 2-1 тысячелетие до нашей эры и так далее. Таким образом, приходишь к выводу, что эры был народ высокой культуры, что послужило к их представлению обществу как основных масс цивилизованного мира, занявшим себе достойное место в обществе современности и реальности, а также к предоставлению их как одного из доминирующих представителей различных племен нахоязычного этноса 1-го тысячелетия до нашей эры. Параллельно существование под понятием небезызвестных нам гаргареев. Не забываем о том, что эрой является одним из племени общепризнанных гаргареев. Ага, понятно. Гаргареечук Абубахоко Эльш. В этой брошюре также помещен антропонимический словарь лингвистических терминов, содержавших эровский элемент, учитывая право народов называться нужными этнонимом, не ущемляя их законный интерес, связанный с генеалогией, этнографией, историей. Автор лишь учел частичное содержание антропологических и генеалогических данных, то есть эровского элемента в различных сферах, употребляемые в логической действительности в рамках всеобщей истории, как, например, употребление выражения эры «великая нация». Думается, что в очерке читатель наткнется на нужный ему отрывок и сделает для себя вывод, касающий эров и в общем всех европейцев. Также автор очерка был очень благодарен, если найдется возможность развития общих взглядов и интересов на этническую историю народов в целях получения новой информации для перспективы обсуждения и понятия во внимание в виде фактов письменного или устного значения. Итак, внимательно читаем предоставляющая эра «Великая нация». Вот так вот вступительное, так сказать, мы зачитали. «Эра Великая нация» называется вот книга, брошюра, монография, которую мы зачитываем. Обязательно с ней в дальнейшем по чуть-чуть я его зачитаю, чтобы вы ознакомились. По крайней мере, здесь мы видим, что есть предпосылки более такого объединяющей темы, но опять же, как великая нация эров,
я, честно сказать, о такой государственном устройстве не слышал. Урарту слышал, остальные многие, которые он перечислял, слышал, но эров, как великая нация или великое государство, я не слышал. Вот. Но мы будем смотреть, интересоваться и читать. Так, дальше. Вопрос был такой. Мне задали вопрос. Башлам, как правильно нам, чеченцам, бороться напротив фальсификации подготовки со стороны нордийцев, я имею в виду простым обывателям. Простым обывателям нужно знать элементарные простые вещи, это такие азы. И главное, что нужно знать? В первую очередь, нужно знать о том, что Чечня является страной башен и замковых комплексов. Нужно знать свои башенные комплексы обязательно. Я не имею в виду конкретно название, а нужно знать, что есть у нас 4 или 5 видов башенные комплексы. Их название запомнить. Название башен не имеется в виду, какие, их слишком много. Имеется в виду боевая, сигнальная, полубоевая, полужилая и так далее и тому подобное. Нужно знать коротко об этом. Во-вторых, нужно знать, что нету ни одного северо-кавказского региона, даже в Кавказе в целом, можно сказать, где было бы такое большое обилие древних петроглифов, которым по данным тех же семиотиков, которые они пишут в других научных журналах, от 5000, начиная от 1500 до 5000 лет. Эти петроглифы находятся на башенных комплексах в чеченском, среди ногчи народа, у нас на нашей родине. Что нужно нам знать еще? Опять же, происхождение, название и самоназвание нашего народа, как мы сами себя в древности называли, в первую очередь. И желательно запомнить 2 даты, которые есть. Почему? Потому что начинают нас упрекать, где указано, не со слов устно, а где указано, кто это написал, когда начинают говорить. Это география 7 века, это грузинские источники 13-14 веков. Ну, можно сказать, и 15 веков, да, древний грузинский источник, который есть, на который опираются все грузинские ученые, в основном сильные грузинские ученые. Что еще нужно знать? Нужно знать в первую очередь о том, что чеченцы и ногчи являются автохтонным народом. Что еще нужно? Какие 5 веток, самые главные гаплогруппы, которые среди тех, которые сдали уже среди чеченцев. Среди чеченцев сдали около 1500 или 1500 или 1600 человек ДНК, генетические данные, и преобладающие большие ветки какие? J2, J1, L3, Q и G2. Вот эти 5 веток, одни из более таких сильных, большим процентным соотношением, это то, что есть у чеченского народа, это генетически. Потом обязательно нужно знать, что у нас есть варры, это в первую очередь, или их называют тухумы или гары, что их 9. Нужно знать, что есть 10 тейпов, которые не входят в 9 эти тухумы. 10 тейпов, и желательно их знать наизусть. Это короткие вещи, которые запомнить проще всего. Это основа всех основ. Само собой, опять же, как называют нас наши соседи? И откуда появилось название терминов чечен? Откуда появилось название терминов? Название нашего народа дзурдзуки, название нашего народа кистинцы, название нашего народа мизджеги, качкалыковцы, буртиналы, цацайнаги, шашаны, сасаны. Вот. И откуда вот эти названия, и кто их нас таким, или нахи, как лезгины нас называют, и кто нас называл из наших соседей. Это тоже нужно знать. Почему? Потому что в любом случае вы будете сталкиваться. Потом еще, опять же, что истанги – это одно из промыслов, которое было культурное наследие чеченского народа. Большая его часть, то есть самый золотой век, 18-19 век, где их изготавливали, где было самое большое их количество, и делали их настолько красиво, это была все-таки больше юго-восточная часть Чечни, нежели чем западная или юго-западная часть, там этим промыслом занимались единицы. Это не говорится, что вообще не занимались, но этим промыслом занимались восточные. То есть эти узоры, истанги, все это историческое
историческое наследие нашего Нохчи народа, есть тому доказательство, которое написано, опять же, не чеченцами, а исследователями еще с царских времен. То, что сейчас некоторые нордийцы пытаются там сказать, это наше и все остальное, это 5 секунд можно разнести в пух и прах. Опять же, нужно знать свою национальную кухню, это проще простого в основе своей, что относится к нашей национальной кухне, а что не относится. Вот, что еще нужно? Сколько диалектов и сколько говоров в чеченском языке? Это тоже нужно знать. 7 диалектов и 10 говоров. Это официально в чеченском языке. И да, акинский или же наречие, или галанчурский диалект не является отдельным языком. Просто сегодня у некоторых это стало отдельным языком, но у нас это всего лишь один из диалектов. Вот. А мелхристинское наречие, там, говор и так далее и тому подобное, это только различия, а язык один и единый. Вот. Это основное, то, что нужно знать о нашем языке, о наших диалектах, точнее, диалекты, говоры, башенные комплексы, язык. Да, еще, что касается сражений и все, что касается боевых действий, с кем сражались, объединяющий фактор и все остальное. Нужно не забывать и знать, что да, Нохчи были неотъемлемой частью единого Аланского царства. Тут никакого сомнения нету. Так что Аланское царство имеет прямое отношение и к Нохчи народу. И тот, кто отрицает это, этот человек или вас вводит в заблуждение, или он боится чего-то, или он просто-напросто очередной нордейц. Что относится к хазарскому каганату, то тут здесь только косвенные доказательства. Но то, что входили ли в хазарский каганат, я думаю, поскольку Аланское царство пало под хазарским каганатом, ну, то есть они выплачивали им определенную джизью, и до 10 или 20 тысяч конницы должны были выставлять, если у хазарского каганата происходило с кем-то военные действия. Таковые происходили, вы знаете, во время распространения и Умар бин Хаттаба, непосредственно еще во времена табиинов, если я не ошибаюсь, завоевание Кавказа и распространение ислама пошло, и воевали против асхабов и против исламского, так сказать, халифата, воевали хазарский каганат. В конце концов, конечно же, хазарский каганат пал, и мусульмане победили. Но там мы, к сожалению, на тот период указывается, по идее, по всей логической закономерности, мы должны были входить непосредственно выставлять войско от хазарского каганата. Вот. Что касается дальнейшем Золотой Орды, опять же, часть территории нашей Родины входила в Золотую Орду, то есть под влияние Золотой Орды, это плоскостные территории во времена нашествия Субиде Джабе, это во времена монгольского нашествия, это ранний период, 13 век, 1221-1222 год. В это время были плоскостные территории под влиянием Золотой Орды. Вы знаете, что Золотая Орда это была одной из самых могущественных улусов, или называйте как хотите, орд, оставшийся от наследия Чингисхана, так сказать. Вот, точно так же под ними пали и аланы пали, и все остальные, могущественного не было. Опять же, во времена войны Золотой Орды против Тамерлана, Тахтамыша против Тамерлана, чеченцы, по всей видимости, были на стороне Тахтамыша. Эту войну, конечно же, выиграл Тамерлан. Мы были на стороне проигравшего, поскольку был заключен договор. Была ли война? Да, была проведена специальная военная операция, если сказать в кавычках тогда, именно против чеченцев через Асиновское, Аргунское ущелье, по уничтожению за то, что нападали маленькими группами, нападали против великого эмира Тамерлана. И большая часть нашего народа была уничтожена во время завоевания Тамерлана. Были ли перебежчики на сторону Тамерлана? Некоторые устные предания и тепторы говорят, что да, были, кто-то переходил на сторону, там, допустим, того же Тамерлана, получал от него подарки и так далее и тому подобное. Вот. Что еще? Если рассказывать много, вот эти короткие моменты лучше нужно знать, конечно. Следующий вопрос. Ассаламу алейкум, Башлам. Как тебе поэма Тугузова Асланбека
Хасу Сентепси. Скажу так, Тугузов лично меня не знает, Асланбека, я его произведение читал. Асланбек — это наше золото. В свое время Инцлочу и Умар Ярычев. Но вот после уже замены, так сказать, единственный, кто пишет именно об исторических реальных действиях и исторических национальных героях Нохчи народа лучше, чем Тугузов Асланбек, никто не пишет. Поэтому Хасу Сентепси описано великолепно. Мы знаем, что Сентепси реально существовавший исторический герой Нохчи народа. Асланбек красавчик, желаю ему удачи, если как-нибудь получится, мы, конечно же, с ним постараемся, я постараюсь с ним пообщаться и внести как-то коротко рассказать ему. Я слышал, он очень начитанный, но начитанный все-таки одна голова хорошо, две лучше. Возможно, когда-нибудь мы пересечемся, и мы или сделаем вместе эфир, или же мы все-таки возьмем интервью, пообщаемся в дальнейшем, как бы мы могли друг другу помочь. Вот, насчет Тугузова. Ва алейкум ассалам. В среднем на один выпуск передачи Мяу Нахарш Дез. Я по-разному, войнах ваша. Я просто-напросто прикрепил внизу, вы видите, тот, кто сколько может, помогает. Но я обычно покупаю цансахтана, цайзан нахарчеву шхавюс. Но еще барбо шум дати. Сега мялду ас идиду, аш деште го войн иец дешто, жиргниш до, инс масала басам. Жиргниш далах вайдох, что латсиз диадо, что сурч далаха, нахчи мата эрду, латсиз бог картду, жирга кинчкю. Раскматач. Üç iyetse şun tut irdik paydendek ha iyetse şun dadiyetse etsuman üyüşü koyni. Qiyqiymuş ve gisuriyastaq neh ehtunş bat tsats boçar qaba sonda tsats boçar ezer dayet ço ta ona qostal üçün qopda etlu şöy xol da çöy xol halq batdik diç. Ne gapri doyç perş xolar. No hins doyçlik zaba akhba سوام اشتشي احتو بلق دقي اخشش داتي ودا خوشقي اشتقى شي ازر قو ازر دي ازر خدشة احقا وين بوالق با ادخل اشت احتو خدش دو ويتانجا وما بولش دات حدا اتنقى دال سار دوال اول ويبول ديستنق ازر كعسو دولتا او ميال خويرلا ويباق تبو خوند الشا شي دقرة شي نداق لاسو شو كزيك بيداتا قيد إروال أولي حدايت سنتع دمياتش أسم تعنا قيد إردول يشون داتوي شون ديريس خيل هون داتش أشي حدايتش أشونا واستلديتش سون دعالة سيناخن حلقة قوما حلقة قيش هوكشوحة غيبت لي تشيلسي غونكي هيري قبيش بود أختار يشخيناها تعنا قيش أغدو خاصون تحتان حلقة يوعر سواتا أسا إمجيش حلقة ورسش حلقة جو غودياش دوسا قومو تان ديز هربوشة إشتا ويكيجر خواشنا خايتا إشتهم دو باقي كان دوغا بولشانا يغدا لوش بولشانا مودا ديزا تساعي تنديرا ويهنس مثلا حياة هو يلاح أصير عجيتر إنت إيش ويسويت عياقر هارهم يوم تيقوميات ليرن ويشوا أسنوسكو وصونا تيسوش إيش توم يهارا إيش تا حقيقة أنا وشون جرت سويت عياق شان تأخرت إيتا حالات شيء فنالك وشوكشي هر فنالك يو إذا إيش تكينش كان بوا يولي صوت إعبوالخ با كيجبيرز بيهم ياتا حياتنا دحرة ويا يدعيولوش أنا شيء إذا بريتو شراحة مرتن ديرة عيل بوش وشوي أروي إيش تعجيم قوات بوش التليفون إخواتي عشان هما يعش قشي أتو باتسأل لين يعش وعنيه ويكروش ياش داتي ويدوزوش ياش داتي ويقيم بوش دات شي أتو بوشو شي لوشو أنا وصل دو شي قدلوشو تدلوشو شو هما بوش دات دقة أسا بيلجل دوكس هند أول ألشة سون أوش كينا ناخن حلقة سيقام خزدوي خايتر حما بعض جديدشة تندير حواش دو أسيش دونا وصل لاتسا تلاتشة دقة سقية تقية مدالشة شاوي خلوال شو ويا وقت إحدى خوش دات ويا وقت إحا ريكلامش قش تعاون أسيدين سني أسبوع بيش يما جوتشي كمبانيو تسارس قلت ترخين عشرة شنا شون سيالن جيتر خزنية سنة يزهما يؤذى شنا خا تغي إت شوز تغي إت دلاح إزر ديوش دو يغانت تتواخر أنا بوق أنا ورتنا دقين عيشة ديغا مبشلان لدر وخل ديرا شين لأر اشتحو يبوال بياش ودير أحشاش حغد ودير السار إدلا وين إغانتا دود أق مصر جوركا شون جيتنا حالخا سليلوش تاتيه كيف كير اشتار تاني كالبراتيو ويوج سار
نقع بيقولش تبول الشارع تعاو شوز بولت أحقا هو ثاني سبونسر تعجين الداق وش أحقا صار أحشن ثاني لوش بس أحقا تيش يوخريات سا ويا تعتوبنا شو تعتوبيو سون خوش تقشون حلق قيش توبنا ورق سياح هنش قيش توبنا سيوقع هو يجري بقي يازو ديازدر هواي بقي ناخ يوقع بوشة دويل كورتر وجري داسي دويل مزل كير وجري داسي دويل تيركستير قيشارة تاشك دوش لقا هنا وستن أولي تعتبو شاركنيك شوية وقار كارتش دويت وقار شي دوش دول احتو وتي هنا وستن حدايت وي أقبال خانت احوستو سان يوقع كيجر خواي بومياشوات شابش بقنش بو دال دوق باق بوالش دال ساد وات سيري بودي سنك ازاش كحسو دالتيل سبونسر شوي بات وي سبونسر شون مقالة كيجر خواي بلا اشتا بقي نقع ايتول تعال افيريحا ودي بقى ساعة ستريم ياشخنا داقا مش جيشي ورسي غاسقي ان وهيريتيرا يعيد دو تان خقي غنا واسترديتشا شيء يبوغ ديك دعبوغيتا جيجر باقا يبوغ ليل باقا تان لا تاني تي حادثة توقتا اوي شارا يتعمو دياش دلاحا وقمو تيحتو خونا داقا وي واخوشن عشا وي نردينش تتلينو تعيسهم شو خشايل نشتيقواش إيش تعبيلو هنيا دين حونا عيدلو ليلو شو عيدلو أشلو شو أولي تحقق أسا يود أقد عباح عيدلو سبوال بيا شاق خمنا سونا صدقر هردياش واتع سودال هلك والدو حر تعدلا شو دلا سون عيدلو هر بوال بيا شاق عيدلو وسويك إيدر حجل أوحون دالوش نبقدو تشورت عندي قرت عم داسا داقا ملاتيت حي بوال خدعبية خانحون يوشتلو إزر دلاح مليون دلاح هردون على تار أخش حي يستر داتر دقا إيش شيء تيانوش دياش نيقش بياش قبلش بياش بول أس بياش بول واخا قومن بالخ بو ها همنا دلشو شيء أهتو بولشو وين تقشونه مليونير شيء تماي وارت بيلو وين يا سوسو تشماي ولا يتشماي سبارت مينش تبيلو هو شو عبيش دوخا بيش ميسك نخبو شيء مارخلا إستوري تلم بياش شيء كولتور تلم بياش دقا هر خارجو تقول شو نقشي شندوش دول هم تقول شو دقا وين يقيرة ويقون خوي نقشي قون خوي سيسز با خارج بول دي عسيحة مال بوزي مال بالحة ورسي مش جيشن باش قمير شتايتر وي اما وين اون لا عش بوش بوسو بابوش وي وزري بوش بول تشيوش مول ناخا قردا قرش دوقا وين تي يحتم بيوخل اخارت داغويتش داق وي مخت اقويش ودا نصير وي لاتنش تقويش وي علم دولش ناخن تقويش وي كيجر خواش تقويش وي قون خواش تقويش ليروش بوال خسار بيتش بيتش بوي مدر عيازنك داغويتش استيق قهويش داوش بول بوينا استيقاح ثاني شيء اهتو بولشو اتبولا عسقوتري ساهتو وش بريكريبلون يوزا روسيا عشوتشونا سبيربانك تبانك وتب بانك شاي يوشو سفاميلي ايمي بيت ما ينيا شونه حاجورا دو اشتا يوروبيا بولشار مو غدي درتيش وين تاحش لقى يوروبيا بو الا ويوشو ابراهيم بوش جرمانيا را تو ويا ياينا كريبتا واليوت لازم كريبتا واليوت يازن يوشونا تا كريبتا واليوت نزغنا وسط دا يحيت بعض دي تسانستا غوبيت قدايتنا دا تعين شخندوين دا يتوت يعمو يزديزا تاسون ديستي دولار ودو تاعين تدلاتشدو يوا دونيشن اليرتس او برناميو يوروبير امريكير مثلا خا احاده اتلوت حمدايتني حاتو تيوقي صح دالي ح شي ستو يشو برسنت ستايو اذا حق قوشتي ويك حق قوشدو ويتونخ بعض يجي يوروبير بول يجري تقشون اسومنت يتا وي ستوريز بعد سقع يا شقيه شو من تعبير بلا تعمل الله سيرت بوك شي ثم تاعنا استلات الحلق ارسل خبر هينس تخاصون هو بعده ايش حاضو تندير ويا حد اللي دو ويقع تان وي خارجو ليو شلاري انا خمس عزيد اشتراري يا وي تاع إنا جنشتلاري يا وهم ليو اشتراري عيدا انتقا شوقل مت كاس تسنيق قضيحه دينا روده يوسو عشوشا ترى بيتكون عابك نعوال عخارتو ليلو شو احنا انت عشان بيك بيشوي وعبيتني وقال سو تديش تو تعصر دي درويه اومن دو حلوش ذات وهي بوليتيكان دو حلوش ذات
وي مارحل استوري ويقون خوي ويخلق لغا حلق لغا دوتشا ويقوم انت خارسو تقوالتا وين يقي 15 статиста ويتيبنشا نوخشي بيرش نوخشي باتسا بوش نوخشي بوتسا نوخشي بايتا تغيرشا ويتسوت اقا حيوش دوت اقا ويا إلاتسيزنت احا اوشتوش угар يوشتش اشتو كارتنش اوتسوت احا كارتنش ديزادو اش اما تسوت احا инсун халха ял хор картош вадалина хазнех сансам дохун дачу хамо пич мо бехта масо шарадар хок шарадар даре ламп вайер зен шун телефон дат эйер зен дагайти шуе нохчи чуе мичайер мел доздер хуюртер мас бауер шадик ядош картнеш ту цермеш дезоду иш иес халоду бадик деш но хока ворх шараха сюг царах иестелэг ял хор карти бедат ецо дездуш اما جرجنيشا دز دو هينسا وين مخا ارسيغوري الياسي شجر كرت دوخش ليلر وج اوخ تغيورخ ازردل ازنيستلت احقا قون خلا اوشليچ الياسوي ويا كودكس чести язиндола леч الياسوي جرج درج او دز دوش اسكردي اوين اذا ايتي تاقسيالن اشون ماغيتر خصوصا باكيسي او خصوص язиндал геш دول دال ديغ والز язиндол جرجدو ادم عادتش كيستي عادتش اذا نوخش لقيدوشتو ام تيغ حساره جرجي ماركا حاغوشتو اتاقا دال ديغ الوالد دال يوسمني اخلو ولا حسن بكاوي يازندو جرجدو ويدحر دوين عليه السلام وجمير زايب خايو حمزه وقيتشا كيرستشير جولشتين برجي تاقا غلغشي يازن جرجنش دوي تير باتشاف بولر تخين دوين دا اشدو حر يازن تخين دوين دا تارخ لاتي جرجنش دو شيخ غلغش يازن تاقين زستان عليها شجا مرساجا وتاقا تار خارتو يي تاع جرجنش دي خارتو يي تاع حق بيتش بيتن حق خارتو يز هر هم انت احا وانت يوتشو تقول شغل ودخايد بقدك تاع ديكنيك دي تاع هر وي ويزش بقدك على اولي وي قعد تشدو وي تيق غير شدات تيري هريشني يقع المتك وي يق غير شدات غونيك تباوه ديكنيك تباوه تاع شاش قاستردو هوندا شاش قاستردو شين قاست لا على شويه داق استن بو وي يشتعب خبات ايش حال دوق كروجي ديت وول وچم سات سوجدو قول سي ديت شي خاطش خير شخات يعني وي جوا بور دوق во-первых, Гирихан не 1616, а 1568. В 16 веке Шахмурза Окотский заключил договор с Московской Русью. Это был местечковый договор, они договорились. Дело в том, что там на тот период главенствовали три геополитических интересы трех государств были. Это Персия, это Турция, это Российская империя. Вот на тот период Шахмурза Окотский, один из возглавляющих чеченских обществ, заключил договор, чтобы не работать через посредников, через кабардинцев или черкесов, напрямую заключил договор, при котором он сказал, что объединив с ними, он будет отражать атаки политики и атаки со стороны турков, это кумыки вместе со своей Турцией, или остальных, которые были на стороне Персии. Это был местечковый договор, который он заключил. Этот договор не имеет отношения ко всем обществам, опять же повторюсь, потому что это только небольшая часть нашей Родины, которая заключила договор. Это 1568, если не 1616. Но самое интересное, один момент. Я знаю, что самое интересное. Вы знаете, в чем заключается фишка данного договора? Этот договор никто сами не видели и не знает, какие привилегии были Шахмурза Окотский заключил. А этот договор, тот, кто его знает, этот договор несет огромное стратегическое значение. Там было очень выгодное положение для многих чеченцев. Там вплоть до того, чтобы не распространять другую религию, строить какие-то религиозные центры, вести экономические и торговые отношения со всеми теми крепостями, которые были на данный период в то время на Тереке, вплоть до Кизляра и так далее и тому подобное. Ну, имеется в виду по Тереку, те основания, которые были на тот период там. Вот. И имело огромное значение. Но это еще не все. Самое интересное, что Шахмурза Окотский является ночью. Мы-то никогда не отказываем. Мы знаем, что Акоки, Кинцы, Акки, все это является частью ночи народа. Но когда намнийцы пытаются упрекнуть чеченцев и говорят, вы заключили раньше нас договор с Россией, во времена Шахмурзы Окотского, чтобы вы знали, ингушей не существовало. Я еще раз повторюсь, ингушей, как название, это ингуши, не существовало.
Понимаете? И да и название Глигвы тоже не существовало, как таковой, имеется в виду. Да, вы можете сказать там, но впервые, я имею в виду в литературе, в научном. Вахушти Багратиони впервые ввел его на атлас, это в 17 веке, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, опять же. Никогда не было там, на тот период, мы были единым народом, не было ни, не было ни ингушей, ни галга как отдельных, да, территориальных администраций. О чем, может, говорить, вы раньше? Конечно, не могли вы заключить раньше. Но все-таки, что я хочу сказать. Когда говорят, упрекают чеченцев о том, что мы заключили раньше ингушей договор, акинцев они называют чеченцами. Но когда речь заходит о территориях современных или о вопросе национальном, они говорят, акинцы это не чеченцы, акинцы это ингуши. Когда нужны земли и люди, акинцы становятся ингушами. Когда договор, или как они считают, позорное соглашение, они говорят, это ваши чеченцы. Вы уж определитесь. Мы-то никогда от Акка не отказываемся. Акка это часть единого ногча народа. Но вы как его используете, я не знаю. Это норницам, тем, которые это упрекают. Когда вам выгодно, Акка становится или войнахами, или ингушами. Когда вам невыгодно, вы говорите, это ваши чеченцы, а чеченцы первые заключили договор с Московской Русью. Здесь нету ничего позорного, заключили, не заключили. Кто-то договор под силой заключал, кто-то, не видя другого выхода, чтобы не платить кому-то дань, заключали договор. Кто-то сам прибегал и просил взять их подданство. А кто-то через определенное время, уже повоевав, уже поняв, что они не хотят использовать посредников, непосредственно заключал договор. Вот такая вот ситуация. У чеченцев, мальсаговых корни ингушские, их предки, ну ладно, мальсагов нет. Мальсаговы чеченские это чистые ногчи. Как были 1000 лет, так и остаются. Корни у них ингушские нет. Игумш мадиц, хайцуг мадиц. Наши мальсаговы это чистые ногчи. Всегда были и остаются. Они теми, как назывались 1000 лет, так и называются сейчас. 500 тысяч лет. Они были раньше ингушами, пришли в Чечню, стали чеченцами и хабаш маиц. Те же самые сказки про астхойцев не рассказывайте. У астхой на протяжении 1000 лет, сколько они существуют, они всегда были, есть и остаются частью единого народа. И никогда нас не предавали, не оставляли нас и не уходили. И мухаджирами они ушли 3500 с восточной части Чечни и 1500 с северо-западной Чечни. Там нету депортации карабулаков, нету. Там есть общие чеченцы, 5000 семей. И 3500 чеченцев остальные, и 1500 уастхуа чеченцев, 5000 вместе. Вот как это было. Это после вам уже понравилось, как дельпоцы и остальные разделили, вы захотели сделать отдельно ингуши, отдельно уастхуа, отдельно мялхи, отдельно акки, отдельно галанчуж и так далее. Там так не бывает. Это называется как раз таки разделяй и властвуй. У вас это не получится. Ни Тирва, ни Мялхи, ни Астхуай, ни Хахкуа, ни Швотуа, ни Чеберлай, никто не является отдельным народом. Это название обществ, тейпов, тухумов, варов, гаров, динту, называйте как хотите. Или вы как говорите, шахаров, но это один единый народ. Вам бы понравилось, если бы я вам сказал, что у ингушей на самом деле это не народ, а это вот такие общества, как Джайрхуай, Вяппи, Галгай, Чхаруай и там Уаздуай. Это все отдельные народы. Вместе мы все войнахи. Вы же так не говорите. Нет, вы говорите, все, кому наши, это один народ. А у вас вот есть разные народы. Так не бывает. У нас нету разных народов. Да, кто-то прибегал, получал здесь политическое убежище. И в Ингушетии они есть. Не верите? Возьмите книгу Мальсагова, прочитайте. Все два учебника последних. Там четко написано. Да и кроме этого, и Дахтильгов об этом тоже пишет. Не надо лгать. Взяли фамилию, не взяли фамилию. Наши Мальсаговы были, есть и остаются. Ва алейкум ассалам. Правда, что Асам Гавраули ногчи письменность. Асавтамраули ногчи письменность. Нет, неправда. Это древняя письменность, использующаяся в Грузии и в Чечне.
سدينا أقي ملساقف داولر ويل تنق حغلغا يؤالر ملساقوار نوخشبو أقي نوخشبو. Амин Тисаев работает над Нохчи письменно. Я не знаю, я не читаю работы Амина Тисаева. Я поэтому и выделил, что не все имеют ингушские корни, а небольшая часть. Мальсагов, ваша, я не знаю. Может, ты так слышал, но наши Мальсаговы это наши, Нохчи Болныш. Возможно, они с вами имеют родство. Вы сегодня себя называете Аллах, это ваше право. Аллахе, я с уважением, с любовью ко всем к вам отношусь. Но тхайниш адбитиш, тханохчи адбитиш, тхацен нохчи бош, тхон бизабиш, тхабархуш. Ижа Мальсага варбу, ижа Цорая варбу, Цорой бол, ижа Евлоя варбу, шаш нохчи ду, шаш эстейпанду бош бол, Галгай нохчи, Евлоя хибеш, о тхай нохчи бу иш. Иш дак асна бац иш. يا قيت يا تبات شيء مخلر شيء إذا الشركة حما باخر تخبوش تخام داق دويس تخاتيرز جرجلونش تو تخاتيرز زارلونش تو تخاتعكيش تو تخاتعموات وعبيتيشش أو شو بو شو ما داتا شو يقعدش تخينش بباخر شين يقعدك داديرز ديش أو تخيشر تاندك داديرز دوشون شو بوش أسمم دات شو عادو ها تخينش بو بات إيبلوي وارد تخينش بو إمرساقي وارد تخينش بو и вторая вардиш тхайниш бу царабеш и так далее и тому подобное. Тхабеш адбит хараш, о шугбо шумадацер, и ахкит хабу, и тирует хабу, шубу бош беш буй, шумах кааш буй адбитешиш. О чарбо шумом дать, что предатель ждут собак, о что перехуериш, что кочевник ждут собак, о что передаст ждутся, о ему что дючам датиш. Наоборот, тхабеш тегул белгач, цак амдош, радиош дортхо. Тхаб пачалк коэлен, тхаб муах коэлен, цан биаш, тадяш, оши гергелонш, ядяш, келкел галниш, хаиваш, хадош духо. Хо дуньяна доза дож, спортса киечунаца, галч дож, цак амдат. Таяқиш, тхоцен дутхо галт дож, дуале, цанк оман, хагайтиш, ас эрдукшун, чун дала даяца. Хети хо кёпказа асбочер башус. Цак ам таяқиш, ценду иедил дать, хараду вожаду але. Ца. Камба хашамт. Тайпа на амишьяти ал. Док тайпа. Шамаль сагав ют цен нохчи ют тайпан ахки. Красавчик, Герихан. Никаких ингушских корней у чеченских мальсаговых нет. Это не ко мне вопрос. Так. Мальсаговы из чеченцев вообще с разных тайпов. Никак у вас так, ладно, это не ко мне. Нохчи халхар илизгини алар низ цахлар дозита диршдар цунаха бахандина масар нохчи халхар шейду боша аш бушейн дицеде. Ну и халгар цани дегга вейн маха ара цари лилу штацанды харты качали цана черсиду харцдега лезгва халхарцдега цан расқышт эязена тан эязена иштуйза Нохчи халгар ду оли вой дак астан бешту даязяшту жыргилишта гойчеду так вой халболчханат эм халма гөлна войн сразу вой ошеду хар сюли халгарду хар хири халгарду хар нохчи халгарду вой халгар цани доист так нохчи халгар войн доишту иза вой э хажамадина чагдина вой культур юқи даязина ду цун сегетте юшундат амма дунянт адалатуна يويدو ألا بوخ بالين دع جايتنا يتيشم ب توت أقحيك ديز قحيك شخينا خاني يز أشتي ديز دوقة بوشة وين سلا شتاء الواقع دع الشان خلش ده توت أقحيك ديز توت أجرجنش يازو يز تيجا دنيانا دخلت ديز إشتو دع جايت ديز بوخ بالو بيسومن وواقع شنا بروست بالتحتيشة حال خيسوش ده تانم وي بانش وي ياتي وي دارا وي داتي وي قومن بوندرش وي داتي بوشا استنش وي دات بوش عش نخ بوين ساعت بش واخوش جرجنش يازوش خارسو قوش دوينشلوش ديرق دوينش بوشا قومن غيخ مش جي كيرستا جورجي قردا باشا عش وي دقا دات بوش دا يازين دوشا بوخ بوشا توتي اقاحيك تخا تان غالي وقع ستسوين حيق قومن توربال خوشون تياق الشا أصحاب شيلنش بيوتشون تياق خوش خيرتش يوقشوك شي قوستك بيوات خوشوك أبرق زيلمو بويس خربينو وشرمو
Qeçets eş ya khatsa. İş qoqoyça dokuma doştu. İslam makhaçı ve sunta hajiş so İslam makhaçı hum alğaçwati gazgun ki wala yaqiyçun alğaçı watsa. Hay qoman turpol khoç ayaqma mahuk. Söyle gazgun ki teşt eşya khatsa bor. Ha dünyada amel ol bir kerçuş olsak şunu oyşu. Talhik şunsa voiz, oytaran Ahmet şunsa voiz, Bibolt şunsa voiz, Şuayb şunsa voiz. Qimyal bu iş. Umudur şunsa voiz. Qimyal bu iş. Batuku şunsa voiz, Sa'dul şunsa voiz, Sa'dul şi'u şunsa voiz, Akmer şunsa voiz, Waqqal şunsa voiz, Bergbeçi şunsa voiz. Nohçi qun qoyma bu iş. İştirva bala iş, eqqi bala iş, melqi bala iş, mülşi bala. Yahmadu يحدثون هرون خد يشدوشون ويبيرشن دادل يشدوشون ويأتي حناتك وي حهر وي وج وي حاوني عدن إيش لحوة شوي هر سباخ هم حياتي شين حادو ده عاوزيش هو باخ مش بينا سونا وقت شو خال يقصد ده بيسا دوشة تانجر كيج كيوش وقون كارت يوش الغوش ده شون ديت غير شو بيرشن ويتحين هرديس غير شو دنيا نار خايت غير عشو إيش عنين المطع دو يتردوس إيش عميشجي مطع دو يتردوسي Say humanist ya sadırca halvel soyla karşımetti balık vaktin ya kurç maşı işte ali işte hu halderler. Voşrah neyham dukum halkı içloşun sok anvaları tişvaları bir sansa qiyatda itsabahante. Mokşol gölyalar bir. Sonsuz etsumanak payl bagaç vatso. Ve oman yuqa it qit ba ezerwalch tsardüç kılç. Ve iş un va khlaşun ve adat khlaşun. وقل شو حلقات شلشون خداعج حاشو خداعج دحر سون داخل خدام الله صوبر دي أشكال كده دق يغلق ثاني دوشتك ويز بوز قميال دي أشتخلا نقاد واشتخلا ويش وز أوتوبوس يا كده ولا وقل شو ما ويل حدا بي وقوا حلقات متك دعوش خلا Düzahol zutçuyachım heti az dica çayuçun. Düzahol zutçuyach bu bir vak koştagu halagati mettek düzahol zutçun daluş kılaşın. Çünkü leram kılas. Çünkü ravik milutsa xulder. I ustaz xıltarloyu, i oyla xıltarloyu, i nohçi qoman qon xıltarloyu. Çunder çün bolz leram sani mel xızgılık şduş. Miç dağına iştan. 70 مليون ديال احساس كاي بيتونا كورت كيوبا اخر تنيس لو شادق 20 مليون دول مش يعني اجينا سردنا وجدنا اسراف هاي هو ها سون تاجيك بيه سون اوزبيك بيه سون بيز بوصل دا اما يوقع 10 مليون بوش حنوقش شن تاجين دوغلازا شرطه ايتاديه اتبقيت باوتايه هاي تايبن باو يتاقي ساعه شرنيك يما يزر حاله مخلر اتسومان سال حاولش بعشو دالش لهتر ما يباو اتسيرك انتو يتنشون يباو بوش ها ايمدا مخدا سيشو مخدا شاده коч бехден коч валдиешто я председатель правительства коч валдиешто айдал балх диаспора чарда диешто дат айдал бело шей дадизек дида diaspora niks diaspora شو تتر شو باو يباختان شو شتان لومن تاع شي بيت خيتي شي شرمتك شباخشو مازدك شدي باين شي تاي شي ولديش شو تاع 10 تاع كوت كاب داخوات خيما يزا داخيتي باخشو i Deutsch dat hari har aider du har du way doch shol sad yizbor dar tagan die bosh qayqan biasbo 50-100 مليون كرد كي ماشي شي لقر تشق شي ياجي شي اسعيس ماشي خاك عويق داسون هار دالو وج دالو اوزبيك ستاجيك شكابريش بابريش عايز كويش عصبو حايش مونتا دعاء راحه هر اكان تنايات او بيسبو واقينك بو تناتكس مداتي حسن هندا حقيت والي لا هو يزدعم يلوش بولشرتاني داولي لا ارتاق بياك بوي استواخ ديخ اخشن سدول ديشلات شيرك چون دادلا چون اخشدوي تاش يكويات نو خا ديز هوخ نوشي قومن صيتيح حلوالوي خا ديز يهم ليروش وستغن هنوشي خلر باندوش دحره وغير يوك برسنت نيها حيقل دوش خلر نيها خز خلر ايمن ح دحر نوشو خلر
Dühür. Bu subkılır, şol hanokçu kılır, kuazla uca aliyoluştik, bağlıkıl halıverme bu ay etto. Diye da kay, nokçu ağır diye o. Da yetsa ezer, kinçk yetsa oğuki, da yayta ezer kegir kuaşın diye kinçk. Yapan kisi da yayta, işte ezer şi ezer kinçk. Nokçu mat diyen bir. Дает эти койзер журнал газет дом хаяч оухах печата дес нокчумата газет дом тани üç tek tıkılır bandож da ol qiyram boş hayat койзер tanşarın da loy tiraj nokçu gazet hayat nokçumat badveş oухya bolç rejişen godiyaş hayat gazet i hunta doy i tsaho şu tsaho bal batsın işabul ba sun sekundal ba biş mo batsi miskdan qaç biş mo batsi دقق أميرش ده قلت أتو عادل هق عادل كوشو عادل وديش دور شو من خم بيعش ختاب خرج صار دينا تانتي عشان بطريت مونية دايش صار بعون شيء باخ صار فور لامن شيء خليه وتسيرش دعواتش ما تقيتياش صباح صار استجيت اتل لامن تايبنا حامودر تايبن لام تايبن بعو ديانية خزية ميلياردر وقتري سون دياش اشتغال مليون دايدوش رمزاز دين خويمت خواتيتين قيرك دايتين مخداس تا معمد دو ديقش دوش قي خدك دوش تيقع قحويوش ما مبو اشوك شي بعوض سيلو يميزر واخين اوزبيكش ترجيكش اخش دايسقي اوزبيكش ترجيكش شرق ايبقي ايكش داما دالنا شو ياخشي هم دايا شو زميني تس تيك توك ميك توك داما يالنا شو مش دو خوردات يدقى دوردات اباو ازر شرع عليه تريو تاخينا نوخشي قونا خوالشو دينار بوش يتأيدا لا يبعوي لا الشير باخسون كلي جمس ديتر تون ديرا ترانا إشت حول أخلقه قال عايا هو يتصوق شولا دار مارشال دالسون تون 30 سنتيمتر داخل سبيخ بات هاوانا شيء كوارتير يوچسون كوارتير يوچسون تسقوش مباس نوخشي قام يزاويست يات هو حايبات حار ميان دوق بيش دوغي كيوش كوغش دوغش يدوغش يحشي قحويوش تحقيق پر دغرج كورش دغرج جالوزش يغرج وميان بو إش نوخشي چوح إش دال يازين خلج تان دايشي يساتسان اكسبريمنت شي قومنت يعيش إتن يقع بخي شي نوخشي شنة يعيش بخي أوجبيك شن تجيك شن شي خايفان يعيش ما يدير любой меч كنا اتعا شي قدواش الشنا كل الايفون ايتا ماشان ايتا проблемات انوخشي اتعا بيدلاج شي بلوغ вести يغير تشتيشكي штирвонт اولشي ولا اول ناواست هقاويك شو ات بري تاغولوي ات بري تليفون دالو ويلسرو نوخشي بلوغيرشن истории نوخشي موات عامش بلوغيرشن غدينا از بلوغير بوش ديريز خيردون تربين بول نوخشي موات ديان بار истории ديان ير география ديان ير цуюк ада отзырдуа ладно не мне вас учить сует хат шу хай калдош ду шул хай калдош садават ну да ладно. Почему аварцы не очень любят историю лезгин, можно сказать, не признают вообще? Потому что история лезгин богатая уходит в тысячелетия. Чего стоит Кавказская Албания? Она останется на века. Такой истории, как у лезгин в Дагестане, ни у кого не будет. И они прямые потомки Лекоса, младшего брата сына Кавказаса. У них великая история. Наверное, есть за что не любить. Да и места у них были одни из самых известных, богатых, со всем уважением к остальным народам Дагестана. Но у лезгин очень богатая история. Да, так сегодня получилось, что у них сегодня не все хорошо так получилось, что они живут в двух государствах, если не в трех. Я не вижу других причин, если не так. Но лезгины очень хорошо относились к чеченцам. У нас это было взаимно. Да, мели дулил ахмел лилуштек башлам. Вая нохчи иштбох бяшбук и бяшбег. Вай нохчи цабиз
Чан Хилил Асмял Яхаг дал Барца Бойл Вайнохчи Амин Грихан дал Сидуэль дал Духуахуэль. Так, кахаташ. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Дал Берктил эфир Башлам Мухо Мокш Ай. Ва алейкум салам. Мокшо пока ты шо юно умадац Алхамдулилlah. Дин мелду дати курдук вайрдях. Адах када летелат хмадвальна дады доштарам. Башлам, когда у нас будет свой алфавит? Когда мы не найдем его? Я думаю, тебе не позволят. Это является субъектом Российской Федерации. Свой алфавит — это немножко неправильная параллель проводит. Но это отдельная тема. В то время еще не было Кавказской войны, Герихан. Так, ассаламу алейкум, башламу алейкум, салам. Глигу не относится к ингушам отдельно. Я слышал это тоже, да. Нардич заколебать вансо. Аш халхи дин договор. Ну, я про договор рассказал. Халхи динят яйдиня. Это мы знаем прекрасно. Джурджук, глава Чечни, согласен был восстановить Чеберловский район, но не смогли набрать определенное количество людей, согласившись туда переселиться. Тимур. Да, это было еще я работал в администрации главы правительства, директором департамента я был. Я помню прекрасно этот момент. Он не то, что он восстановить хотел, он начал строить дома, но требования, чтобы вернуться в эту часть, я не хочу сейчас ничего говорить, были совсем другими. Там не было еще такого курорта, как сейчас. Никто не думал, что это место начнет резко так развиваться. Ну, в то время тот, кто не послушался, тот, кто начал выдвигать там определенные, нужно выделить дотации, купить там 10 коров и так далее и тому подобное, когда увидели, что обнаглели, оставили все как есть. Это реальный факт, и я могу это поклясться и подтвердить, потому что я был в тот период, работал еще в администрации главы правительства Чеченской Республики. До названия Галанчуш, как называлась эта местность? Я, честно сказать, такого другого названия не помню. Не видел, по крайней мере. Сюле Халхарч О, Восточный Ду, Зурмия Мусболш, так и так далее. Албек Хаж. Башлам. Орца Чермоев был близким родственником Умы Дуева или Алибека Алдамова. Орца Чермоев из тайпа Бельту. Ума Дуев Зунсуа, если я не ошибаюсь. Алибек Хаджи Зандко. Если логически так подумать, Алибек Хаджи Зандакси должен быть ближе к Орцу Чермоеву. Бельтуач Зандко Уллабу, Кагейнабац. Я говорю чисто логические вещи. Башлам дал это больха бок пайдбу бешберг дересхил. Телеграм чуаболчар шейхаттар шталахца алу шталашт. Это ачаневой принятие в душу, шухаттар жваплу в душу. Так. Нису башлам. Так. Так. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Лезгины хотят независимое государство себе. Я не знаю, что они хотят, это уже их личное дело. Ассаламу алейкум салам. Чечнар маршал дубашлам. Чечнар берзлашк салам маршал. Даходи вай дал духта дал мокшмер шлейл дуэль. Чечен хой берзлой дикентебу. Башлам. Хулш башлам хюдж вухо. И уже сверхдвездат. Так. Сободел. Сободел. Ой. Так. Все. Обновляется. Сейчас мы... Опа, трансляция. Начать трансляцию. Алтия секция читады болса сондай.
Так. Так. Ну ладно, он пока загружается. Башлам, ты идентифицируешь себя как настоящий мусульманин и как научный исторический деятель. У меня к тебе вопрос, так. Тамара Ахмадова из Франции не использует ни один ингушский орнамент, все чеченские. Отвечаю, Тамара Ахмадова использует чисто чеченский орнамент, исторический, и полностью поддерживаю каждое ее заявление, каждый ее орнамент поддерживаю. Можешь вырезать, потом опровергать и показывать, что якобы это ингушский орнамент. Я тебе могу сказать, ты все равно займешься ерундой, сядешь, ложанешься. Поясню тебе почему. До появления уже как ингушей по отдельности, когда мы были единым народом, этот орнамент использовали вы как часть единого народа. И потом, когда вы отсоединились и начали себя считать отдельным народом, да, как два брата сели, вы говорите, это наш, мы говорим, это наш. По сути, это и ваш, и наш. Тут нету никакой разницы, нету здесь ничего нового. Поэтому Тамара, поскольку она является первообладателем этого орнамента, и она не меняла название, не отделялась ни от кого, использует этот орнамент исторический чеченский. Это абсолютно верно. Здесь нету ничего плохого в этом. Это мое мнение. Что касается истангов, что касается всех этих орнаментов, все четко описано, прекрасно описано в многих научных работах. Не надо мне рассказывать этого вашего, как его там фамилия, Далгеру Кима Вацариша, который вы там якобы в 1929, что ли, в каком году, вы говорите, он написал. Я читал эту чушь, было очень смешно на самом деле. Но элементарно простые вещи. Даже те же картинки, которые нарисованы в древности, или фотографии в древности, даже за 20 век, 19 век, даже ближе, 19-20 век, я не говорю о новейшей истории. Зайди, посмотри, покажи, где на ваших фотографиях национальных, где написано, что это ваш орнамент. Этот же орнамент, даже не то, что этот орнамент, который есть даже на вашем флаге, использовался далеко до вас и многими некоторыми кабардинскими князьями на Алтае, монголы, тюрки, даже те же скандинавы, многие народы используют вот этот на флаге орнамент тотем, который используется с вами. Но можете ли вы говорить, что это ваше, а чужие говорят, что нет, это не... Это чужое, это ваше, кто-то у вас украл и так далее и тому подобное. Поэтому, по мне, что-то с телеграммом не так у нас. Так, сейчас оба делаешь. Сейчас завершить трансляцию. Сейчас заново постараюсь включить ее. Поэтому Тамару я знаю. Тамару я поддерживаю. Насколько я знаю, да, в Багдуэле Тамара официально запатентовала его во Франции. Дай Аллах, чтобы все чеченцы в Европе поддерживали, покупали его продукцию, распространяли, поскольку это национальный орнамент нашего народа. Кто там его еще у себя считает, считают ли его ингуши своими, это ваше личное дело. Можете считать, да, когда-то мы были вместе, это было и вашим, никто с этим не спорит. Точно так же, и как название дзурдзуки и кистинцы. Когда вы были мы вместе, это было общее название. Вы потом ушли, но только когда вы уходите, вы должны понимать, вы название с собой не уносите. Это название остается. У нас остается и у вас остается. Но больше это использует первообладатель. А первообладатель это Нохчи. Ты уж извини. Это мое понимание. Со всем уважением и любовью. Хотя вы же знаете, я сам Гала Мавайсо. Эшбат Гала Бумабаеш. Со Гала Ашхиета Азбаклик Дабахшу. И орнамент Нохчию. Со Нохчию. Хо Эшбату Нохчи Духинц.
الشغل غادي بارتها دلا حال خليتها خلا ندخل نوتشي دوق تخوت خيستار تسان ديسنا قوقع и все. Только не блокируй. А болтать цаичаны блокировать их датсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кому принадлежит наследие древнего шуанского храма Карачаево-Черкесии? Я не хочу туда влазить. Я бы сказал, что это культурное наследие относится к такому чеченскому тайпу, как Шуаной. Ну, неотъемлемо, как часть, неотъемлемая часть Карачаево-Черкесии. Вот так могу сказать. Так глубоко я не буду вмешиваться в ваши внутренние дела. Чтобы я поклялся или что-то сделал, я должен, по крайней мере, знать, что я говорил с достойным человеком и с мусульманином. И могу за каждое свое слово поклясться на Коране. Для начала, прежде чем мне такое писать, ты прояви мужество, покажи свое лицо, фамилию, имя напиши. Ты балабол, который много раз заходил мне в личку, писал, клялся и говорил, что я горжусь, что я ногчу, а потом буквально через определенное, вытащив меня на какую-то дискуссию, хотел сделать иное, зашел, начал делать скрины. Моих грехов ты сотни и тысячи забрал. Альхамдулилlah, что ты их забрал. Альхамдулилlah, я с радостью отдал тебе их. За то, что ты над моим сифатом, таким, который меня создал Всевышний Аллах, ты собрал. Ты и все, кто распространяет это. Каждый раз, когда меняет мою внешность, или фотографию, или ложность свою ложь распространяешь, распространял по воле Всевышнего Аллаха, в судный день с меня этих грехов не будет, а ты их собрал. Поэтому тебе стоять рядом или говорить о клятве или о мужестве со мной, ты рядом не стоял и не сможешь стоять. Для начала имей мужество, выйди в прямой эфир, скажи: я этот зеленым ником Галга, вот моя фамилия, вот мое отчество, вот я занимаюсь этим, я считаю, что я говорю правду, и что мы великий народ, и вот Башлам лжец. Для начала наберись для этого мужества. Ну, не забывая о том, что ты сделал до этого, и люди тебя заскринили, и за разжигание межнациональное. Так, дальше смотрим. Ассаламу алейкум, Башлам. Саишт хаттардар. Нахчи письменность асалтамулли хилтам бошду бохарбду. Но об этом говорили, нахчи асалтамулли использовали в горной части. Те, кто жил на границе с... Телеграм я восстановил. Телеграм-канал не работает, работает Совар им. Я вроде бы включил сейчас телеграм-канал, он глючил, трафик, но вроде я сейчас его восстановил. Бесконечность и далее, Лейтнер. Хорошо, я тебя понял, ты можешь свои слова подтвердить клятвы. Короче, я тебе уже сказал, ты мне не интересен. Амин Аллах ашуэл, суд Аллах эту бойлсун. Амин. Так, скажи, численность ингушей в 17 веке известна? Мне известно. Там у нее чисто, короче, ты не интересен, Башлам, гроза Нарния, покажи себя. Тут эти аладоли. Лечика Гюльчатай открыть боится. Башлам, салам, почему ты с такими дешевыми, с людьми разговариваешь с шакалами? Софика грузинка, грузинская волчица, сестра. Не знаю даже, честно сказать, не знаю. Но спасибо тебе за поддержку, за то, что ты сказала. Мы вот так вот. Домой. Больше ты мне не интересен. Покажешь личика, там и поговорим. Софику, как твои дела? Как на родине? В Грузии когда была? Все нормально, все хорошо. Софика, наша грузинская волчица, сестра всех чеченцев, особенно грузинских чеченцев, всегда поддерживает
наводит грозу и ужас для дагестанских сил и некоторых инордийцев и с востока, и с запада, и всегда выступает на стороне чеченских волков грузинская волчица. Огромная благодарность. Иногда, правда, Софику рубит шашкой налево-направо, но нужно аккуратнее с этим. Покоя им нет, пока волки живы. Салам, Чечня, ва алейкум салам. Друзья, так что вот так вот. Дальше вопросы. Вопросы, задавайте вопросы. Если есть в Телеграме, задавайте вопросы. Итак, посмотрим. Так, сегодня... Посмотрим, есть. Так, сегодня нас поддержали, задонатили. И давайте посмотрим. Сегодня нас задонатили... Вот, Саид Ахмед задонатил. Брюссельский Саид. Брюссель Саид дал Сидуэл, был диснек эзершка удовлетворил. Нурди задонатил, Нурди поддержал. Нурди дал Сидуэл. Бешура Джаббатаха дал Обал Дуэл Хаса, был диснек эзершка удовлетворил. Гирихан поддержал, Нурди поддержал, Саид Брюссельский поддержал. Уэйс, чеченский волк. Уэйс дал Духуахуэль. Хобеш Раджабатаха Сага Обал Дуэль Будиснек Эзершка удовлетворил. И Аллаху Хаэту Бойл написал Муаммад дал Си Дуэль, дал Духуаху. 5 человек поддержало нас, наш сегодняшний эфир. Им нравится наш эфир, они поддерживают, они довольствуются и они помогают, чтобы мы дальше развивались и проводили нашу работу. Да, Сага Дуэль Будиснек Эзершка удовлетворил. Не переживайте, дух дуик эздуй и умшвой цадуй цадать. وين جرق يتساكرت يتساخيلش وين الحمد لله دوشتу курил широштац. Шона древний тейп. Враги чеченского народа говорят, что они якобы евреи. Что вы скажете по этому поводу? Я скажу, тот, кто говорит, что Шона евреи, что он конченый, обкуренный долбозвончик. Раз. Во-вторых, поясню почему. Во-первых, Шона никогда не могли не быть, никакого отношения не имеют к евреям. Ушваной, как и Энгной, как и Уордлой, Эшбатой, Мазархой, Дишни, Цеси и многие другие тейпы, которые имеют в основном гаплогруппу Q1, не имеют никакого отношения к жюкте и евреям. Поэтому человек, который это говорит, он не знает ничего, он просто болтун. Что касается, почему вот эта молва пошла и почему начали эти сказки рассказывать про Швоной, Чертуай и многие другие тейпы, которым якобы приписывают евреев. Но у Швоной есть своя тема. Это во времена Ичкеринского сражения Швоной, Бенуай, вот в этой области, кто проживает, Цуантруя, потеряли очень много в этом сражении людей. Их села, земли опустошились. Многие опустошились, имеется в виду пустые места остались. На тот период, когда в 19 веке начали приходить и просить политическое убежище, начали просить некоторые таты, во время переселения, просили временно убежище. И как и гостеприимство чеченского народа безгранично, как и другие тейпы, Шуна позволили им поселиться на этих пустующих землях шунаевских. И с тех пор некоторые не любящие Шуна люди начали говорить, типа они приняли своих, что они являются жюкти. Но наука современная, которая 100%, не скажу, но 99% говорит правду, говорит, что Шуна не имеют никакого отношения к евреям, и они чистокровные ногчи, имеют совсем другую гаплогруппу. Так что я скажу, что про Шуна говорит, это неправда. Шунуай це ногчибу, Уардлай це ногчибу, Энглай це ногчибу. Лишний Мазархуа, Эшбато и так далее и тому подобное. У них гаплогруппа не имеет никакого отношения к ним. Как и те же самые Аргной не имеют никакого отношения к Сюли и никогда не были Сюли. Ни Сюли не были, ни Жюкты не были. И Черту они имеют то же самое. У Черта чуть другая ситуация. Черту они начали приписывать к якобы Жюкты и начали говорить, потому что они не хотели конфликта, а всегда были одними из основоположников маслаата. Во всех маслаатах использовались Черту. Из-за этого, что вы не любите воевать, вы больше любите умиротворять, и их начали типа называть Жюкты Шахадыл. Это тоже сказка, ерунда. Очередная ерунда, которая не имеет никакого основания под собой. Так что вот так. Да, дальше. Правда, что сваны имеют чеченские корни. Сваны считаются нам близко родственными по преданиям, устным преданиям. Сваны, пшавы, хевсуры, тушины, бацбийцы.
Вроде я всех назвал. Они считаются, что у нас одни общие корни. Чечен Церберус говорит: салам алейкум, ва алейкум башлам. Что бы ты сказал о тейпе Вехпи? Скажу так. Один из чистейших чеченских тейпов, древних тейпов Вехпи, которые назывались ближними кистинцами, да, сидуаль Вехпи цен нохчи тейпду, особенно те Вехпи, которые сохранили свое название и остались такими же нохчи, как были всегда. Это ближние кистами их называли раньше. Сундера ваппишах вай ал дикник бедац, дук илм дошнах бу цанюк агылх дошнах бу, дуак цени дуак эдинах бу иумердук, вайн хуштек ваппишах ишду, царше ях юх хагайтин, особенно оуха ашбул ваппиш. Вай дикник бецан алу мадац. Цар я тешем бях киамат вайн гайтин дац. Так, дальше. Задавайте вопросы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Башлам, я вот хотел узнать насчет Темрюка. Мне некоторые, какая птичка напела, я не могу точно это подтверждать, просто вот так вопрос. То, что Темрюк к нам тоже ходил, нам тоже что-то какие-то ужасы нам понаустраивал. Не только у ингушка, так сказать. И на это можно считать достоверным или... Темрюк? Какой Темрюк именно ты имеешь? Сомнительное. Тамерлан? Идар. Который... Тамерлан ты имеешь в виду? Именно кабардинский. Нет, Темрюк Идар. Да нет. У нас с нами, у них, у многих... Честно сказать, с кабардинцами у нас были более военные положения, были, так сказать, нелегкие отношения, было времени, но чтобы ужас наводил кто-то из темрюков кабардинских на чеченцев, ни в одном эпосе, нигде у нас это не записано, а значит, это просто вымысел, и кто-то жути нагнал и от себя чисто создунскую тему создал. У нас нету такого, чтобы у нас был такой враг, которого звали Темрюки, от которого чеченцы содрогались или испугались, или там вели долгие затяжные кровавые бои. Такого нет, такой информации нету. Я не знаю, кто от себя. У нас очень много бывает, некоторые люди от себя тяну несут, алируются. И я вайга яхтон ищет информации. У нас не было такого. По крайней мере, я не сталкивался. Если у тебя есть какие-то данные, скинь, я посмотрю, но я не видел. Я не знаю, я недавно в Википедии видел то, что... Википедия это очень... Я понял. Википедия это такая вещь. Да. Не, я просто... Я-то понял. Просто интересно, это правда или нет? Потому что удалили эту статью. Да. Видимо, недостоверность. Да, недостоверность сразу удаляется, потому что если бухбаци... Так, дальше, ДРС Хилбасанхил. Башлам, в своей работе и используешь работа 95. К сожалению, уважаемые мои братья и сестры, я очень древний человек. Я все по старинке делаю, все вручную делаю. ИИ я не использую. Те ролики ИИ, которые я закидываю, мне делают, присылают мои братья и говорят: Башлам, вот мы сделали, закинь, распространи. Если она подтверждается исторически, имеет достоверность, я закидываю, иногда закидываю приколы от ИИ. Редко бывает, конечно, но в остальных случаях я не использую. Не знаю, мощности моего телефона этого не позволяют, и тем более финансы не позволяют. Каждую программу хорошую нужно покупать, а у меня сейчас лишних, как говорится, финансов для этого дела нету. Башлам, что делать, если ингуши как народ уже состоялся? Может это к лучшему, что нахи, нету такого слова нахи, это неологизм, нахчи есть, что нахчи состоят из двух народов, почему друг друга не поддержать, почему много негатива обоюдное. У чеченцев нету негатива, к ингушам не было никогда до 2018 года. Это стало уже последним рубежом, когда они
к сожалению, нарушили и сделали то, что не стоило бы делать. Эту интернет-войну начали они далеко еще до чеченцев. Доказательства могу привести сколько угодно, и по землям, и по книгам, и по статьям, и так далее, и тому подобное. Это раз. Во-вторых, у чеченцев нету негатива к ингушам. Даже несмотря на то, что они сделали, даже нету. Есть к определенным людям, которых мы называем не ингушами, а нордийцами. Нордийцы это могут быть и чеченцы, и ингуши, и досюли, и все остальные. Нордийцы это люди-лжецы, которые рассказывают сказки, небылицы, что они там чуть ли не с динозаврами, мамонтозаврами вместе паслись и создавали, привязывали к быку хвосту сено, поджигали и Тамерлана напугали вместе с его пылью. Вот их мы называем там, или там яйца динозавра, там, или йети и так далее и тому подобное. Их мы называем нордийцами. Два народа, состоявшиеся или нет. Я, честно сказать, им не нужно говорить, состоялись мы, не состоялись два народа. Их Российская Федерация считает их отдельным народом. Им дала отдельную территорию. Они уже состоялись, они и так уже отдельно. Пускай будут, никто не против. Валлахи, биллахи, таллахи, Нохчи не против, что они отдельно. Пускай живут. Но есть у Нохчи одно. Нужно, если мы разошлись, пускай каждый человек остается шудук дахаш, муса хаашу хасун саваш. Это, когда воду пьешь, чтоб ты знал. Мне это уже говорят на протяжении 7 лет. Шудук дахаш. У видеокамеры есть зеркальное отражение. Когда я пью вот так, бисмиллях, это правая рука. Это вы видите ее, что левая рука. Это зеркальное отражение. Я понимаю, что ты современный и так далее, но я, по крайней мере, еще в своем, как говорится, здравии, как говорится, еще с ума не сошел. Это зеркальное отражение. Это правая рука. Два разных народа. Оставьте чеченцам чеченское и занимайтесь своим. Никаких вопросов этого нет. Клянусь именем Аллаха, валлахи, биллахи, таллахи, у меня лично, как у Башлама, Нохчу, из Тайпа Эшбатва, из Нахшмаххоевцев, из селения Беркел, нету ни одного негативного или плохого отношения ни к одному Валлы. Это мои братья, и я считаю нас одним единым народом. Это мое мнение. Почему? Потому что у меня есть историческое образование. Я понимаю, как это все произошло, когда это произошло. Но это мое мнение. Государство их признало, у них отдельно сегодня регион, у них отдельно свое министерство, вот, столица, парламент, правительство. У них все есть, чтобы они назывались отдельным народом. Им не нужно разрешение от меня или от тебя, тот, кто мне этот вопрос прислал. Мы не признаем. Каждого человека, кто хочет признать, кто не хочет, не признает. Шейну, валлахи, биллахи, таллахи, Нохчи будут рады, если у них будет золотой город, с золотыми дорогами. Альхамдулиллах, у наших братьев все хорошо, никаких проблем нету. Но когда начинают переходить границу, когда начинают говорить «Сема штаю», «Галанчур штаю», «Тирвайт хабу», «Аккайт хабу», «Уастхайт хабу», «Налхайт хабу», «Итранкалт хаю», «Жижгалниш хаду», «Истранкш хаду», Боша, шо илью, шо квоталилью, шо нех ноге халил любош, конечно, я ашил хум. И билла яла милош кома яла таксюк ат и бог дуеши. Иду и бош дик церке ума дать, иш дать ят сабахва, иш кам дать сабахва, о будик буд сабахва, ой кюш майт бахва. Ой ки бош ум дать церк. والله بالله تا هو شرع ويتصعدوا ويتصعد حضر وتصعد ايد وتصعد انا دو بوش تاع علي شو برا سنخيه ساج احودي دو سناخن خادين تقوم لش والله بالله تالله وات قوم لش وات تايبن لش وات فاميلي لش وات شعر لش وات تقمن لش وات ويتصعدوا يا جدو تصعدوا بوخ بو باخس там شي республики юшу отдельно народу ко отдельно до что народ ела, этнос ела, субэтнос ела. Называйте себя как хотите. Мне дела нету до вас. Хавага везрибуй бу, хавару телоцер бу, ой цадуй ха, ца я мартяши бях, цанде цаума дац.
Но почему вы приходите ко мне признать, где мы два народа одним языком? И гумш мадите, дели поймард мадить. Вот 10 народов далась, ну, дать. Но Бог там два народа, нормально, дуй Бог, а с хакетом барбон. Хакетом нисахала даду асуик. Кана масалла бах асуик. Тирваш, шаш отдельно камду. Бенваш, шаш отдельно камду. Чебелваш, шаш отдельно камду. Шутерчаш, шаш отдельно камду. Вот са амду, но вы отдельно камду альш. Хон нис хиети, я хаз хиети хони. Барт бяшун дуи. Сашу катер дох чуабочек. Цар мацаол, جاي خوي أدلنا بودقة غلغة أدلنا بو صار أدلنا بو فهبي أدلنا بودقة يشعر أدلنا يومت أوتسار تخطعدو غلغة دو أوتسار أويناش أوتشكنا نوتشي أكي نلخي ويناش واست خوي ويناش دو هند أوتساري That's войнахи термин, когда вели для 3 обществ. Чеченцы, ингуши, батвийцы. Уастхуай, Кирвай, Эккей, Чеберлуай, Шабеша и Шнохчибу. На протяжении тысячелетия на бабош. И мне неприятно, я знаю, куда эти корни идут. Я знаю, для чего это делается. Чтобы завтра при первой же возможности юкка питантес, хогнохчик юкка ци анит. Хот яркистер, вуй халамруй, вуй хаухар, вуй хахалар, вуй хамалбалиар, вуй хамалбузихаву. حجروزي عش ولا حجرجيو حأوخي عش ولا حسيريو إيهم دوتات تي عين ونيوكر برت بوخ لبو الميشجي تشون تركو تشون لبو تشون حقي أنا ويقات ويقامدو تشون دعني حقا لهم دات ويتسقية الحق كوات باتشو حق ورق شرع دقيق واسمدو شيء وموت بيت بلا دير سبيل المشجي ما تخشلش على ميكس داري نوخشي ما تيش تخور بوتسون باش عصبول دير ايش تعدولش ما ده جيم همانتيه اسالت ارقام دات اش ادن الريسبوبليكات اش اسال نيجي دارجيسون اش دغت سباحكي لقصار وين حاطه واج اس ياشو ابروجيني مو ياشو عوسيش كروش كانت الاقيه على لا صار نوخشي لا تماتوار هربيتش بو هربيتش بو فيك هر نوخشي لا دول دغلش دوس اس ما صباح الريسبوبليكات صباس يغل ارقام دات صباح اس Я этого никогда не говорил. Или слушайте лекции, или прислушивайтесь, что любой умный слушал. Хокчуа дени нами дешвалари. Это политический термин гнать яшвалари. Хокчуа тысячи бестакхр. Ежиро хокчуа ашбала дюш хаздаса. А дикчуман тегер твой. Бау муат лам. Юрчи цешхити даяхи твой. Мюжги цеш дая халхило ширнокчи цешхити бол. Парламенту баттишка кайкам бяшхера. Шавик хоп алат ашу. И питчич, он я один паспорт прописка по христиа ашдал дизер дуй, ордал дизер дуй. عيدو حقيقي البر إليق باو يشكنا عيدو ييش ياتي وات أحقا حتى يبان يقع برت بوي حدوخشي تيب دوي حنوخشي دوي عيتاني حيلانت باو عيري حون باتشحو я зейна год истории дошкана дак элла закон есть Чеченской Республики, который тебе позволяет и дает возможность восстановить башенный комплекс на своей родовой горе. Глава Чеченской Республики дал разрешение. Что ты понял, а барцахлар, аж и цейер, шуб яхбуи. Аса яхсаб яхбуи. Вади пяти кечер бяхбаци. Ищу ситуации. Отдельно признать, больше, дикник белый, болсом даться. Ночью нахуй. Вой разные дубахи, вой шикам дубахи. Дала. عديت سويل سبيات عديت سماشيان عديت سكيات عديت سدوزة عديت سكيات عشو سزود سبيرشة عديت سكون حقن دول بسر صح بار مخيل اسموش دول خيت صح بار مخيل حمخلا بار سويت ثاني صحويت بار باتح حانتوناك أصل ديزي أغناك أصل قيقوي سيد إحد دقة أستعور دون نو بيالكش معيت حضوكشن بيالكش عتشاوات صعبين ولا حسولي ولا حغلغي ولا حغلغاسكي ولا حغازغنكي ولا حغنكي ولا حنوخشن هم учавать. Вот это нужно понимать прекрасно. Никогда не переходить границы. Всех любим, всех уважаем, ценим.
И так должно быть у нормального человека. Особенно у людей, которые рождены в СССР. За всю историю никогда не было такого, чтобы какие-то земельные притязания или войной, описанной в истории, чтобы войной шли и завоевывали, отбирали у кого-то земли, у чеченцев. Нет ни одного источника исторического. И не было, потому что у нас нету этого этикета. Свое бережем. Кто приходил, политических беженцев принимали. А сегодня упрекать кому-то, что вы когда-то принимали и они ассимилировали, это не уважать своих предков. Если ты не являешься, не имеешь такого мужества, это не обозначает, что твои предки не имели этого мужества. Так что здесь моменты очень разные. Это каждый выбирает по-своему. Так, дальше отвечаем на вопросы. Прошу прощения за эмоциональное выступление. Иногда приходится... Состоялся, может ли лучше так ответил. Насчет крымского хана, каково было его вторжение, брат, разъяснение или есть вариант, расскажи о том переулке, периоде, ты хотел сказать. Это когда крымский хан шел на поддержку в Дагестан, остановился у Ханкарского ущелья, и где сказал, пришлите самых красивых своих женщин, лошадей и так далее, провизию. Когда чеченцы дали бой, от 15 тысяч, некоторые говорят, было 15, некоторые говорят, чуть больше, уничтожили до 10 тысяч крымского войска, после чего они не смогли ни пойти ни в Дагестан, остатками ушли. Это было крымское сражение, не Ханкарское сражение. Исторически описанное, оно есть. Ёшкин кот. Что с телеграммом не так сегодня? Оно описано, я его много раз публиковал, так что вы можете его найти. Никаких проблем с этим нету. Ничего. Дальше смотрим. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Башлам, про Пхамтуя расскажи. Тхайнхуг. Пхамтуя са нейнхуайбу. Пхамтуя хаккуя са нейнхуайбу. Что я могу сказать, кроме того, что это один из древнейших чеченских тейпов, описанная легенда о Прометее, говорится о том, что как раз-то это рассказывается про Пхамтой, очень мягкие, очень добрые, чистосердечные. Один из самых любимых моих найбов является Пхамту, достойный сын во времена Кавказской войны, который показал себя отличным воином, чистокровным ногчу. Это Батуко Пхамтоевский, его Шатоевским еще называют. Пхамтой шляц алдикхуми бедац, единственный один минус у Пхамтой. Года 3 тому назад Пхамтой нашли место, где была их родовая башня. У них есть родовая гора. То, что они до сих пор не восстановили свою боевую башню на своей родовой горе, вот это большой минус. И за это их нужно поругать. А так, Пхамтой лучше всех красавчики. Один из чисто исконных чеченских тейпов. Дикник бивайцан, алумадачун. Тебяхна бат, шир тейпду, ногчи тейпду, жим тейпда, Пхамтой. Сун бойшпеш, по крайней мере, ях юхюрша, хазнерсан двюнодушку, он хойбуш. Им хасу. Ну и косяк очень савать, и косяк теперь бауцаялю. Проблема была раньше, они не могли найти место, а теперь нашли место, где находилась реально их башня, но не знаю, может долго идут к этому, но надеюсь, что они восстановят свою башню. Башлам, где карты покупаешь, где их находишь? Карты покупаю в разных местах, некоторые у людей, некоторые в электронном виде покупаю. Есть разные карты мира, с Европы покупаю некоторых, поэтому от разных источников, некоторые с архивов достаю. Вот последняя это архивная карта, и надо работать над реставрацией, надо его увеличить, чтобы все было. Все свои тайны выдавать не могу, говорить, и те, кто их продает или дает,
Это не коммерческая структура, которая тебе как на базаре продает. Где-то покупаешь, где-то колдой туда-сюда. Ну, все свои тайны выдавать я не хочу тоже. Ингуши и дагестанцы воры чеченской земли, говорит Софика. Софика, ну тебе лучше знать, ты грузинка. Меня тоже упрекали много раз из-за правой руки. Дагестанцы, подлые воры, чеченские земли, предатели чеченского народа, потомки предателей имама Шабеля. Ну, Софико, у вас особое отношение к имаму Шабелю, я в ваши дела влазить не буду. С твоим мнением соглашаются многие чеченцы, мы знаем это, но это, как говорится, мнение есть. Слишком скудно тогда получается без нашей истории. Так, дальше. Искусственных не признаю. Что-то написали, я не понял. Войнах, бац, нохчи бу. Войнохчи. Ассаламу алейкум, алейкум. Урус мартан, эл хунду ю март, цух, лехцхай, март, хием яри, но... Эцуха, эцери... Межги ваховшер нисбалар бандор, шатига цер ставкалар бандор, ю эл, дуй, урус мартан те ваховшену, версехел, дудатца, сунас дуйцердац, собалдик дичка, башт, я вел целялацу, нохчи херчанце, март нохчица, ю хал март, я март олцунах, урус, и уже сун ает ра, межги бяхкен чулта, ай ленуитеш мяш усойцунце. Немногие народы на Кавказе могут упрекнуть нас, ати, в том числе в том или ином. Согласен. Ассалам алейкум, вежри. Ого, Бинаевский, базайну алейкум. Добрый вечер, башлам, дорогое уважение. Привет, моя одноклассница, красавица Татьяна. Привет. Тебе тоже уважение, с наступающим тебя, как дети, как семья, как муж. Дай Аллах вам здоровья, чтобы всегда все у вас было хорошо, и ты оставалась всегда такой же умницей. Так, пусть вернут земли чеченского народа дагестанские воры чужих земель. Так, да, как раз о том периоде. Красава, это для одного чекиндеза было. Так, было бы интересно совместный эфир посмотреть с Азаматом или еще с кем-то еще. Азамат, любой человек может прийти в эфир и спокойно отправить, и я с радостью приму. Хаквай, мой нейнхвай. Санейнхвай, ах, хаквай, ах, санейн аурса гергернах. Хаквай, пантвай, варандвай. Нехвай. Вот ишбиу, нейн аубеш, бусы, шабеш. Сосуа йокш айна, вуд яша, вуқвазлахш, ишкволях. Вот, бадик дичк, ez дяшин шарабьеца дяшас. Вот, санейнхвай, цигербу. Так, де аурбеша, цуантруай, чертуай, мелхи, ну, само собой, экшбатуай, бейнуай, белхтуай, гендергнуай, гунуай. О, давай, де аурдух бу гергер. Ну, короче, да, ног читаем штуку. Дена уарствуай бу, конечно же. Денхуай, уарствуай бу. Веппи кистуай бу башлам, ног чебу дуй до. Веппи кистуай бу. Кистуай олцарах. Ассаламу алейкум. Хара чуай тейп на хляци дица. Хара чуай тейп на хляци. Аста дича, ал дюниран зерему дойзитен тейп дукай. Шир тейп ду. Хаз тейп ду. Он хар киин тейп ду. Киғумца дича зерем ктуяр вортига. Зерем ватсуш бу хар чуай. Он хар. Хара чуай сун хазден сандук биеш бу хунд элча. Цер ау, кайкина Харачаевская, целый культурный кластер, это название. Представь, да, сам тейп и я твой ногчи тейп на щуках, цер именно культурный направление, центр и культуры. Кайкина Харачаевская. Ориентируясь на их культурный кластер, у нас есть целое направление в науке. В археологии, если я не ошибаюсь. Ну и в истории археологии. Так, Кидабах, Юштуй, Харачуай. Харачуай. Самая древняя башня, которая была обнаружена, она у харачоевцев. 5-9 век. Самая древняя башня была у харачоевцев. Об этом писал и Марковин, и Виноградов в свое время. 5-9 века нашей эры.
Харачуай, многие от харачуевцев сегодня отпочковались и стали отдельными тейпами. Им не нравится, когда это говорят, но по мне это ргум дати. Допустим, L3 бельш будет тига бельш в основном. Еще шай бельш тига бельш харачуай сани был. Так, харачуай. Уэльдуай. Дикник бивай, ал ума дати сани. Ях юш был. Сун бойзаш, по крайней мере. Цадок ажубил, сунёш юнады бош. Хида бельш, я бельш дик был. Сун бойзаш дик был, по крайней мере. Юнады са два того дырбаз. Два гажу, потому что вечно цена угорел лишь удер. И штунду, да, сидвал харачуая, це ночи тейптук. Так, ассаламу алейкум, харачуя тейпнах, рассказал Татьяна. Пошла, есть информация о государстве Симсир. Информация вам нужно посмотреть Симсим. Государство или Симсир, это уже очень устное. То, что есть, я публикую. Более достоверная информация, чем больше мы найдем ее, мы ее опубликуем обязательно. Дальше. Башлам, хочу посетить барахолку в Грозном и в Грузии. Там, говорят, очень много интересного бывает. Барахолку не знаю, на северном рынке сегодня должен был быть базар. Там бывает. Ну, я не скажу прямо аж, ну, в Тбилиси, может быть, и есть. В Тбилиси, возможно. Валикум ассалам. Салам, дальчик. Башлам, ты помнишь, как я раскрыла лицемеров Дидо? Да, конечно, помню. Он говорил, что это не так. Конечно, помню. Он без всякого стеснения до сих пор приходит и начинает там писать. Соя пиву, винч дуй ногчи удал си дуэла. Был хорошо и очень красивое село. Дейлрез хил, бах, Дейлрез массана хил. Ибрахим, есть вопросы с Ютуба? Есть кто-нибудь, кто хотел бы что-то спросить или рассказать в Телеграме? Телеграм у нас сегодня немножко глючит, но несмотря на это мы перезагрузили. Здесь у нас есть Вяппи, здесь у нас есть Эдик Шульман и я. 4 человека, по крайней мере, в Телеграме, чтобы вы знали, он работает, по крайней мере. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если есть вопросы по Ютубу, тоже отправляйте. Башлам, Вяппи дук буйш, Вяппи дук тайбдац, то я слышал от 20 до 30 тысяч. Насколько достоверно, это сложно мне судить. Так, итак, смотрим, кто еще нас поддержал сегодня. Нет, больше, прошу прощения, не туда посмотрел. Так, больше не было донатов. Я думал, кто-то донат прислал. Нет, вру, прислал. Это без имени. Виза, Моне, трансфер. Вот и все. Но не знаю, кто бы не задонатил. Это сегодня 6 человек нас поддержало. 6-й, кто бы не поддержал, дай Бог вам, чтобы в 1000 раз то, что у вас осталось, приумножилось. Огромная благодарность за то, что поддержали наш канал, за то, что поддерживаете, уважаете, любите. И за поддержку вам огромная благодарность. Я просто зашел, посмотрел, смотрю, что-то кто-то прислал. И мы проверяем. Ага. Вот. Так, дальше. Брат Башлам, пока ты на истине, я до последнего буду тебя поддерживать, брат. Иншаллах, мы до последнего на истине. Я так надеюсь, мы на истине и будем дальше идти на истине максимально. У нас нету ни ненависти, ни презрения никому, только ко лжи. Не забывайте, тот, кто поддерживает лжецов, какой бы они нации ни были, тот не из умы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это главная наша цель. Любой лжец, мы его не поддерживаем, какой бы он национальности ни был. Поэтому, а что касается остального, у нас нету ни презрения, ничего дурного никому. Мы просто просим об одном: не переходите границы. Вот. Все остальное в истории, среди тейпов, среди, я не знаю, культуры и всего остального. Считайте себя отдельным народом, Бог в помощь. Никто вам не мешает. Занимайтесь, работайте, учитесь, развивайтесь, но не лезьте к чеченцам.
Я имею в виду непосредственно в науке, в истории, в географии, в культуре, да и в политике тоже. Мы сами у себя разберемся. Не надо вот эти пафосные, пустые речи нести. Ваши маргинальные высказывания в адрес чеченского народа, они нисколько не опорочат его и не сделают его слабее. Вы только лишний раз покажете, насколько вы имеете комплекс неполноценности по отношению к нашему народу. На самом деле это так, можно было бы сказать, что это так и оставить. Но я боюсь другого. Здесь есть эффекты и обратные, потому что немногие люди понимают этого. Боюсь, что через определенное время некоторые люди могут говорить, вот в то время говорили, рассказывали, они промолчали, они знали, что они виноваты. Ведь именно так и произошло во времена Джохара Дудаева, когда призвали к шариатскому, к шариату, начали Дудаев, основоположник того, что мы братья и всего остального, зная свои разговоры и общение с Аушевым, не стал с ними спорить и сказал, до лучших времен подождем, а потом решим. Дудаева убили, время прошло, что они говорят? И упрекают, говорят, в то время Дудаев испугался, вы лжецы были в то время, поэтому не пришли на шариатский суд. Но Даудов это не Джохар Дудаев. Даудов пришел на шариатский суд, призвал всех старейшин, пришли, собрались, сказали, мы ждем здесь вас на обеденный или предзакатный намаз, на шариат. Записал, ждал, ни один человек не пришел. А там были представители, алимы, ученые, умы, те, кто там жил, кому принадлежали эти земли. И кто выиграл шариат? И кто после этого трус? Но 10, 20, 100 лет пройдет, чиновники могут сказать, мы пришли на шариатский суд, на эти земли, потому что они были наши. А вы, призвав нас, не пришли. Якобы в таком месте не бывает шариатского суда. А какое это место? Это место было именно оспариваемое место. Прекрасное, там были шатры, там было все для этого. И кто-то украл ведь? Украл. И вернули Нохчи? Вернули. И ради братства оставили 77 тысяч гектаров? Оставили. И мы можем поклясться на Коране? Можем. В чем проблема? В чем проблема? Вот и все. Задавайте вопросы. Если у вас есть. В 10 мы начали, 11, 12, вот уже 3-й час пошел. Если вас интересует что-то, есть какие-то вопросы, есть что-нибудь, задавайте. Если нету, мы можем, если вы устали, мы можем дать вам возможность отдохнуть. Сегодня просто суббота, завтра и так выходной, скоро праздники. В надежде, что у вас будет больше свободного времени, я зашел в эфир, потому что были просьбы. В любом месте на земле, где нет грязи, можно совершить суд. Не было ни грязи, все было чисто, аккуратно, красиво. Все было, и микрофоны, и место для намаза, все было. И стулья, все чин-чином. Но тот, кто болтал, не пришел. Вот и все. Второй раз это не прокатило. Если бы и то время Даудов, или же по указанию Кадырова, если бы Даудов это бы не сделал, прошло бы 20-30 лет, сказали бы, Дудаев не пришел на шариат, Кадыров Даудов не пришел на шариат, мы правы, вы не правы. Это уже говорили бы потомки. А сейчас этого некогда, нельзя этого сказать. Есть доказательства. Понимаете? Поэтому эти моменты и вот эти опровержения на картах, рисунках, брелках, календариках, это не просто делается. Вбивает подрастающему поколению, уже сейчас вбивает вот это между нами, чтобы пролилась кровь. Фитнес занимаются. А тот, кто против этого, они сразу валят и говорят, вот ты такой-то передаст, не передаст. А разве это чеченцы занимаются? Разве чеченцы делают карты, блокнотики, рисунки, где включают в себя весь Сунжинский район, как должно было, частью Малгобекского района вместе с Псидахом?
Нет, не делают. А надо делать. Надо делать, если они делают. И никто их не останавливает. Надо. Тогда они поймут, что они неправы. Башлам. Так, ногчий язык корниш мичерду. Ногчий мат формировался на Кавказе или в Урарту, Хет и так далее. Твоя точка зрения. Моя точка зрения, что, к сожалению, алфавит мы потеряли. А формирование нашего языка, он считается одним из самых древнейших. Мы так считаем и уверены в этом. Называют его арамейским или ноевым языком. Вот. Формирование произошло в Урарту или на Кавказе, это очень сложно сказать. Не такой простой вопрос. Насколько, как говорится, на это не скажешь. Пашлам, ты можешь озвучить, что есть в армянских летописях про нас? Я на этот вопрос, Магомед Учо, обещаю тебе, что завтра сделаю пост по этому вопросу. Что написано о нас, вы увидите уже из официальных источников, армянских источников. Завтра в посту увидите. Лайкайте, пишите комментарии, оставляйте. Если не хотите писать комментарии, оставляйте смайлики. Продвигайте наш канал, приглашайте все больше и больше наших подписчиков. Баснописец Крылов написал: знать моська лает на слона сегодня, как и никогда, это актуально. Нападки наших братьев-соседей, ведь гроза Кавказа Ермолов сказал, что ключ от Кавказа... Шепот Дикий, как всегда, излагает все четко, все по теме, и сказать нечего. Конечно так. Моська всегда тявкает. Я могу такие карты нарисовать, что и художник себе групповую харакири сделать. Не-не, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, я сам лично никогда никакие карты не рисовал и не подделывал. Единственное, что есть у меня футболка, на которой я указываю, где проживают представители моего народа. Это включая Псидах, Псидахский район, Ауховский район. Это не карта, это рисунок, картинка на моей личной футболке. Я ее одевал в эфир. Это белая футболка. Хотите, могу ее показать прямо сейчас. Это мое личное дело. Я так делаю, потому что я так хочу. Это моя родина, это мой народ. Потому что я переживаю за Псидах и Дуэлкюрт, потому что там мои братья. Там от 7 до 10 тысяч ногчи проживают, у которых на сегодняшний день забрали земли под кладбище. Братья. Вот за это я переживаю. Вот за это я переживаю. Поэтому говорю о Псидахе, Дуэлкюрте. Я там не был, я туда не ездил. У меня там нету ни родных, никого. Но там есть мой народ, у которых забрали земли, где должны были хоронить мусульман. Порезали ворота ночью, болгарка приехали, разрезали аят священного Корана на воротах, бросили в грязь и уехали. Вот что сделали. А это Дуэлкюрт. Что, там нету мусульман? Салафитского, тарикийского, кадырийского, накшбандийского тариката. Почему не сделали, панику не подняли, не сказали, ашулиоду? Дало царь, кешниш, кер, дало. Велво, стек, дало, алметтик, дало, бусул, дат свой, а ищаться? Почему по этому вопросу нету высказывания? Это никто не скажет. Это невыгодно, это не круто. Понимаете? И мы не лезем, потому что это не наш субъект, это не наше дело юридически. Но мы говорим о каких-то морально-нравственных качествах. И когда мне приходит сюда жевать уши и рассказывать о братстве, о хороших и двух братьях, у меня возникает вопрос. Господа хорошие, может, для начала отдадите земли, куда должны хоронить мусульман? Вам не стыдно? Они что, там хотят небоскреб построить? Торговый центр построить? Или захоронить мусульманина такого же, как вы хотят? Яхдаци, дейлах, яхдаци. Или вы думаете, мы не знаем этого?
Не надо мне рассказывать о высоких моральных ценностях, об исламе и всем остальном. Для начала сделайте свое. Поэтому я нарисовал эту картинку на своей футболке, в единственном экземпляре. И не переживаю. Аух указал, потому что аухи живут мои братья, нохчи. Я как простой общественник, гражданский активист, нохчу, имею право переживать за своих братьев. Да, я не могу ничем им помочь. Финансово не могу, политически не могу, потому что я не политик. И я не миллионер, нет у меня этих возможностей. Но, по крайней мере, я хоть могу озвучить эту проблему и сказать, что у этих людей проблема. Что приняли закон о реабилитации 30-40 лет тому назад. А им до сих пор не возвращают земли их отцов, дома их отцов. В отличие от вас, я, по крайней мере, имею свое мнение сказать об этом и показать свое сопереживание. Потому что это мой народ. Это народ каждого чистокровного нохчей. И мелкий вала, и тир вала, и веппи вала, и гюмсир вала, и теркистир вала. Санохчи будешь. Ой, дваг целазах, цер, хайн лазарду цер, дваг. Башлам, свяжи меня, пожалуйста, с нашей улицей. Понял, Султан. Султан, в директ, мне в инстаграме, в директ напиши. Хорошо, здесь на этой странице, в директ, в личку пришли, я тебе номер скину. И ты уже сам свяжешься. Султан, я в городе живу, 20 лет уже как. Уже даже больше 20 лет, 23 года. Но номер я тебе скину наших, с нашей улицы. Вот так вот. Давайте задавайте вопрос. Абу Яхья здесь, прошу прощения, все. Принял Абу Яхья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Alhamdulillah, del gıyatan bu. Dada akşam duay. Niz koç barna. Oja sahat der şahima müşemil bu hen bo sayı ide. Etleşti. Hadi sayhom der. Halk sözü mouçena. Да. Gel bak. Бакду. Mesela 100%. Перси источник тахашчия, нохчи источник тахашта. Бакду. Хасан Бакаевич, нас документы шмона. Хасан надежный источник, эцумант яхкезгбу, но и Бакду. И хилара Бакду, но единственный самду, и Бог и наш бьютербат свой, точнее, и лачи наш. Но цо приказ дел, и тигер дабахана, Бог бар Бакду. Идина дон хунд элча. Алшвой, пока существовал этот котел, у чеченцев было альтернативное решение, то есть государственных каких-то вопросов. В этих государственных вопросах тот, кто являлся пришлым, тот, кто не являлся исконно чеченцем, они не имели права вообще говорить что-либо или решать какие-либо вопросы на территории Чечни. То есть, если это своеобразная конституция чеченского народа, если коротко сказать, после его уничтожения было бы непонятно, кто был на нем, а кого не было на нем. И, само собой, человек, который осмелится это сделать, является, так сказать, правителем и руководителем данного региона. Алшу и Арктига. Чтобы можно было чеченский народ размазать, чтобы можно было его сделать не чеченской нацией, а нацией Северо-Кавказского Эмирата. Все было дела. Хоходит еще. Да, размая алею хамасио сираю хаял супа.
Хазарем нас'алак Абу Я'я. Абу Я'я. Чтоб тебе освободилось. $1 не всегда я могу все контролировать. Надеюсь, ты услышал, Абу Я'я. Если не услышал, не нужна была чеченская нация, Абу Я'я. Нужна была нация мусульман Северо-Кавказского Эмирата. Но точно не чеченская нация, где бы рассматривались интересы чеченского народа и чеченской нации. Нужно было создать некий интернационализм, на котором бы говорили, ну, можно было сказать, эмиратчики, да'ватчики, или как их назвать, еще чеки. Ахишки, ухтишки нужны были. Но чеченцы со своей национальной культурой, со своим языком, со своими претензиями территориальными и другими, они не нужны были. Поэтому и уничтожался национальный котел. Поэтому уничтожалось все чеченское. Потому что двух альтернатив государственного управления в теократическом государстве имамат быть не может и невозможно. Это называется двоевластие, кажется. И это непозволительно. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос, если ты, конечно, его понял. Если не понял, скажи не понял. Я постараюсь по-другому объяснить. Башлам, как оказалось, что гендергной много в Теркисте и в Урусе. Ну, то, что в Урусе, гендергной везде много, гендергной дух тайпту, Теркисте гендергной дух был шунца, гуной бутига дух. Барк точнее, но они издревле там были. Гендергной хикхербутига дух бук эсбу ацасун, то алук. А гендергной шаш дух тайпту по всей территории шайдаймака, а еще шпукуш. А то, что расположены, живут, значит, очень хорошие, коммуникабельные. Друзья, те, кто в прямом эфире, это к вам обращение. Я никого не добавляю в подписчики. Так как это творческая личная анкета Инстаграм у меня. Ладно, я не понял, это не ко мне. Ассаламу алейкум, Башлам. Есть ли такой тейп Акшвай? Исламбар я не слышал. Акшвай, сунца хазал. Ночь щука. Не обессудь, а нордийцам вообще не добавляю. Ни в друзья, ни в подписчики. Башлам, басхуай лаци, али хайн хоуштег. Басхуай хлацик, а здесь, на? Эти адуканёч, как раз свой канал, я там лохста году, еще чукуас нас из-за да, басхуай хлаци, я зуешуса, я за инакой дополнительно чукуса решен. Про тайпы я коротко только говорю. Информация, когда очень скудная, я не могу насколько рассказывать. Чуть-чуть потерпите, но про Басхуай я закинул буквально недавно. Там Окста Гудович полевой материал, Чуквай нашел нас. А я друг Башлама и брат каждому, кто ценит и уважает мой народ, и тем, кто меня знает. Атти Баргалла Дейресхил. Башлам, ты очень похож на султана Селима II. Реально его из портретов. Я не знаю его, честно сказать. Это мой косяк, наверное, но я его не знаю. Ассаламу алейкум. А разве мы сами не признали имама Шамиля своим имамом? Признали. Не все мы, а определенные военачальники признали. Башлам, примерно с какого года, периода мы начали все говорить, что мы один Нахчи на чеченском маршал Духуик, Ирисханов. Нахчи мы начали говорить с 7 века. В 14 веке обобщенно говорили, как и народ. Вот. Так говорят источники официальные. Это 11-й султан Османской империи.
өзре, со Султан ват, Сулейман ват, со Нохчу, со Башлам, со Хункру ват, Хункру, о туркш ошта, нету слова турквай, есть Хункру. Со Хункр ват, со Нохчу, адвитлаш дела, сон Хункр вайца без, кибешса без, Нохчу хальч адвичан, дох командоштар. Уж хо буца бас, дик буца бас, ну сей Нохчу халар беш, сон. И все. А с Ларом больше Кестор Шиканду, ну, чисто с точки зрения истории, есть две нации, которые я отношусь более или менее, вот хорошо, из европейских и других я имею в виду. А так, Сунса и Нохчубе, Хайдабеш, хорошо относится, вот как Софика, грузинка. Грузинская волчица всегда грызется за всеми до конца за чеченский народ. Красавчик, все. Есть какие-нибудь претензии? Нету. Софика уважает меня, я уважаю ее. Никаких проблем. Башлам, а что произошло с тейпом Цацакой и Шемрой? У них есть горы и села Цацкой, Сунцахайза. Это вымершие, наверное. Тейпы, ну, у нас очень много тейпов вымерло во время войн, во время различных эпидемий. Так что здесь ничего удивительного нету. Некоторые тейпы мы утеряли. Если утерянный тейп, Шемрадж Эберла, если другие, если есть аж такие, если их горы остались, то маловероятно они уже распределены. Но то, что среди нас были вымирающие тейпы, это и были вымирающие тейпы, это однозначно. Тут Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. ونقص عيسى افيري موالنا ابيزات الاسكامل شو ولموت عن داخليه عندك داخليه و ايش حاجات تا اتو كامل شو ولي شبع جيبي تشعب شو متوقع الكيك قول لي عبد الله شخانه انا دعوتي كينشيلات عمليات استاد واخا دعوتي اشتغلت رياس اس كيتشياتس اتو خرباس دعوتين مش عمو ادوي موكش عايشهم. Ну, как видишь, альхамдулиллах, Айса, работаем. Это понятно. Селан в Диндол, камел, да, я вот башлам, гайском отладуется, сера. Вот этот вот вопрос, я вот хотел бы разобраться в нем по поводу вот этих вот знаков, да, которые связаны с Урарту. Чеченские вот в Чечне, которые, и были, которые в Урарту. Значит, получается, между нами была связь, выходит, да, что если... Я больше тебе скажу, Айса. Вполне возможно, мы один и тот же народ. Но советская историография утверждает, что мы близко родственные друг другу народы, если мы ссылаемся на советских источников. Но наши современные историки, мои преподаватели говорили, что они, российские ученые, не желали чеченцев удревнять, и поэтому говорили, что мы близко родственные, даже из-за слов, которые у нас одинаковые, идентичные с урартийцами, они говорят, они близко родственные. По мне, по всем данным, которые есть сегодня, и говорят азербайджанские ученые, это говорят и турецкие ученые, и некоторые грузинские ученые, армянские ученые, по мне, урартийцы, мы и урарту, то есть народ урартийцев, это одно и то же. Просто ареал и география нашего проживания, она была большая. Видать, вот остальные, когда вот эти все-таки шелковые пути, вот эти вечные набеги на этот Северный Кавказ, войны, они, видать, эти границы чуть определили и разделили нас. И вот так часть урартийцев осталась там, мы остались здесь. По мне это так. Вот ты знаешь из древней истории, территории урартийцев, даже наших нахчийцев, территория, она определяется от Дона и заканчивается уже Кура-Аракской культурным кластером, то есть вплоть до этого доходит. Поэтому по мне урартская культура и урарту и нохчи это один и тот же народ, но в силу обстоятельств разделенный. Я знаю, что вот хотел понять вот из этого всего. Урарту, оно исчезло где-то около 2500 лет, да? В 6 веке. 562 веке до нашей эры. До нашей эры. Получается, если оно исчезло тогда,
а наши общие знаки находят только на средневековых башнях, да, условно говоря. Получается, что оттуда эти знаки, да, или как их называют? Петроглифы не могли попасть к нам, потому что Урарту уже не существовало 2 с лишним тысячи лет, да? Ну, если только они устно как-то их не перенесли, или невозможно было перенести, потому что уже существовал разрыв, там же другие народы. Да, согласен с тобой полностью. Согласен. Получается, это предположение, я с тобой делюсь этим предположением. Получается, значит, когда-то они ушли, эти петроглифы, туда, и там они осели. Не к нам пришли, а от нашей территории. У нас просто они сохранились до последних дней. Вполне возможно. Ну, смотри, разница в том, что все-таки Уральское государство и вообще и Хуррито-Уральское государство, называемое Уральское, подразумеваем Хуррито-Уральское государство, оно находится на перипетии и именно там, где зарождалась цивилизация. Там много разных народов. То есть эта местность, она более открытая, Айса. А наши горы, ты же знаешь, да, горы всегда были закрыты, и все, что там находилось, оно сохранялось лучше. Будь то общество, будь то петроглифы или что-либо. В горы редко кто шел на войны. Горы — это местность, где более суровая, само собой, и... Туда не лезли наверх, тяжело. Конечно, это и невыгодно, и в принципе тем людям, которые привыкли все время жить в комфорте, зачем лезть в горы, где север, и вообще считается, те, кто живет в горах, они всегда считаются более аскетическими и более такими суровыми, закрытыми. С учетом того, что там Уральское государство было полностью уничтожено, вполне возможно, эти петроглифы и были там, и они их просто уничтожили. Потому что новое племя, которое придет, не будет оставлять что-либо. Если там какие-то таблички сохранились еще на хурритско-уральском языке, это аллилуйя. Мы же знаем, что даже башенные комплексы, которые там сохранились, и то они их находят глубоко в земле, даже не сохранились те большие башенные комплексы. Наши же, мы то, что говорим, с 5 века, если были башенные комплексы, считай, что буквально между временем разрушения Урарту и появлением, опять же, официальным, который есть в советской историографии, возможно, башни были и раньше, но, опять же, здесь 5 век, первая башня у чеченцев Харачуи, там Урарту, все-таки не забывай, что Харачуи это ближе к Урарту, нежели чем даже тот же Галанчуж, я имею в виду географически. Географически, да. Почему? Потому что некоторые наши с тобой соседи и братья хотят нам навязать, что та идея, типа, якобы, что с Запада пришло вот это строительство башенных архитектуры, понимаешь? Что на самом деле полностью отрицается и Хасаном Бакаевым. Мы знаем и об этих нахичеваниях, которые были построены, даже если говорить как народе, но мы об этом с тобой обсуждали очень много. То есть вот эти города, вот эти башенные комплексы, они идут все-таки с востока на запад. И именно таким образом. Возможно, не все. Здесь есть исключение. Исключение — это Хойская башня, которая больше всего похожа на Сванский башенный комплекс. Ты знаешь, да? То, что у Сванов есть. Вот поэтому здесь есть небольшое исключение. Но даже плюс-минус получается между ними 1000-1100 лет. В 6 веке до нашей эры уничтожается государство Урарту. Через 1000 лет есть башня в Харачуе, на которой есть те же петроглифы. Совпадение ли это? Думаю, здесь уже... Я как раз об этом хотел сказать, что смотри, если там уничтожена была государственность, мы не могли оттуда прийти сюда. Я понял, я тебе говорю, по мне, я все больше и больше, мы с тобой очень часто этот вопрос обсуждаем, ты помнишь, уже года 2-3 мы с тобой отсюда туда ушли или оттуда сюда пришли, этот вопрос мы с тобой давно поднимали, с учетом того, что активными ярыми участниками в албанском царстве были Новчи, мы с тобой знаем, говорили об этом, тому нашли подтверждение. Опять же, получается, откуда эти ночи были? Отсюда туда пошли или оттуда сюда пришли? Но в любом случае, что бы это ни было, вполне возможно, что ареал проживания, вполне возможно от этого, где существовало Уральское царство и проживаем мы, вот этот ареал занимала именно гряда наших обществ.
И мы, поскольку их уничтожили, они были на плоскостной территории, ближе к плоскости, они утеряли, а мы сохранили их, и все. Но то, что оттуда мы принесли и здесь их выбили, это маловероятно. Если бы это было бы так, с учетом того, что у нас очень хорошо сохранились некоторые надписи, которым 4,5-5 тысяч лет находят вот эти олени, вот эти узоры в горах Галанчожа, которым больше там 5-6 тысяч лет, да, это первобытные считается, они могли точно так же оставить их на скалах, правильно? Так ведь? Конечно, да. Сперва изобразить их, оставить на скалах, а потом перенести на башни их. Никаких бы проблем с этим не было. Вот, поэтому, знаешь, почему считают, что оттуда принесли? Проблема в том, что есть устные вот эти наши легенды, которые рассказывают Иса. Ну, то, что Шеймар Хадахкиду, вот эти предания, когда мы говорим, что мы пришли от этого места. Вот эти предания, они связываются с этими петроглифами. То есть, получается, Шеймар Хадахки это то же самое Урарту. То есть, мы оттуда пришли сюда, и эти петроглифы появились оттуда у нас на башнях Ишдуи. А мы с тобой обсуждаем альтернативную версию, что они пришли, что и там, и здесь были, вот в этой гряде проживали по этим горам, да? А потом определенное время на склоне гор, определенное время эту часть просто уничтожили, завоевали, утеряли оттуда население, что осталось на глиняных табличках, нашли, смогли перевести, узнали родство о том, что мы идентичны друг другу. Только это изначально в советское время говорилось о каких-то 87 или 120 словах урартийцев и чеченцев совпадения. А потом уже дальше мы увидели, что их нас было 200, а сейчас уже, насколько я знаю, последние данные, это 400 слов, идентичны словам урартийцев, то есть имеют одно и то же основание, один и тот же смысловую нагрузку. Поэтому все больше и больше мы узнаем чуть больше. Я думаю, что эта версия, которую мы с тобой сейчас обсуждаем, как раз таки она вполне вероятна. Мы сохранили здесь, там они просто утеряли их, и все. Да, если оно было там утеряно, оно никак не могло прийти оттуда к нам. Тигр Хая еще Тигр Ейнхич, Ишбабин, Ишалакбич. Если эта цивилизация, государственность погибла, то она никак не могла принести ее к нам. Естественно, она погибла там, и оно сохранилось у нас. Это подтверждает то, что оттуда не могло оно прийти, потому что его уже не было. Да. Потом я хотел бы тебе сказать про лезгинов. У лезгинов же тоже есть свои предания, и что они говорят, что они являются основоположниками персидского царства древнего. То есть они непосредственно, у них это зафиксировано, у них есть материалы, как это было, как это название произошло, это было место, Персидский залив, вот это место, где были персы, это было место торговли рабов. То есть они... Да, немножко оскорбительно будет это звучать. Да, оно так и есть. Они говорят, и они как объясняют, это их слова, это не мы с тобой говорим, и они говорят, что они оттуда возили рабов к этой местности, чтобы там была работорговля шла. Лезгины вводили туда, она же недалеко от Аракса практически, от Каспия до этой местности. Они водили, и на себе эти рабы носили это, как они объясняли, этот перевод с лезгинского, у них даже есть перевод, название, как несящий ношу на себе, то есть товары, грузы эти рабы тащили. Ну, то есть они были вместо гужевого транспорта? Да. Рабы таскали туда и грузы, и их там продавали. И вот это вот они зафиксировали. То есть получается, по левому флангу, условно сказать, если на юг смотреть, лезгины шли, а по правой стороне уходили в другую часть, в сторону Средиземноморья, вот Месопотамия, именно с нашей стороны. Может быть. Это вот такое ихнее предание. Ишь там да мегаду башлам кихивер. Тоже я хотел с тобой поделиться. Вот помнишь, там все время ходят слухи, что в Ватикане есть какая-то история наша, да? Это вымысел или не вымысел, мы не знаем. Но вот я знаешь, о чем подумал?
Вот та в Галанчоже, которая была построена церковь, это же были монахи именно католики. Ну да, тамплиеры. Считается, да, что тамплиеры были. И естественно, это же не за один день проходило. Они же фиксировали, они приходили. Ну, думаю, да. Всего, если было, то 100% информации об этом там будет. А эта информация наверняка ушла в Ватикан, и, скорее всего, эта информация, описанная в то время о той местности, скорее всего, она там и присутствует. В любом случае, потому что все материалы... Я об этом не думал, честно сказать. Хорошая версия, вполне возможно. Скорее всего, они это однозначно, они же описывали все свои походы, что на восток, ну что да, на запад, точно так же и грузины свои церкви описывали. Да, они описывали, кого они обращали, принимали. И, скорее всего, вот эта информация, потому что я где-то из каких-то источников слышал, что у Ватикана было у них, что у них какой-то отряд пропал. Где-то на Кавказе или где-то в восточной части, который ушел, и он непонятно каким образом потеряли с ними связь. То есть связь, скорее всего, была, и, скорее всего, описание тех народов или событий, скорее всего, в Ватикане есть. Но наши достанут все равно ученые, студенты. Рано или поздно, да? Рано или поздно. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Алейкум салам. Adık yer maşayın. Adık далее. Ирисхан, их уничтожили позже. Их уничтожили. Они начали там из-за женщин, говорят, некоторые говорят, что то ли присматриваться, то ли шутить в адрес наших женщин, после чего они были жестоко уничтожены и убиты. И только маленькая часть из них ушла в восточную часть и осела. И их сегодня называют феринги техе оцарах. Феринги техе ошбуш. Они есть представители этих феринги техе оцарах. Они есть среди некоторых нокчетейпов. Называть я их не буду, но таковые остались. Это остатки небольшие. Они приписали к себе разным чеченским тейпам небольшое количество, и все. Политов писал, что их нынешние предки... Да. И связи верла Герисхан, Шат Ирвау, он знает об этом, мы читали, и Политова читали. Я его несколько раз публиковал тоже. Это мы знаем. Итак, и пока мы говорили, еще один человек нам помог, задонатил. Это наш брат Асламбек. Асламбек. Дал сидо, дал духуахуал, бугдиснага, эзашка соуду алютил, хадиснага алясталдака. Сегодня у нас 3, 6, 7 человек задонатили. Меньше, чем вчера, но ничего, как говорится. И за это баракалла, за то, что поддержали наш канал. Так, есть вопрос еще? То есть нынешние предки ферингов среди нашего народа? Да, есть, ваша. Их не ферингов назвали, перинги волосар. Перинг штушашура. Есть такие. Небольшое количество, но есть. Остались. Те, которые не принимали участие в этом процессе, которых уничтожили Ахмерзи, Вохкали, Бергбечица, Техейна, Болчар, Бейн, Болчар. Ну, там не только они были. В основном Ишвуд, Цанюка, Чентих, Лацюка, Телечанюка, Цанюка, Галайхала, Цанюка, Нашхвайхала, Ишхалык, Бяш, Телеч, Болчанюка. Вот, тига, именно голландчего Шахалбуш, они со всех сторон напали и поубивали всех их. Говорят, почти всех. Часть из них, которые были невиновные, они ушли на восток и рассыпались, так сказать, небольшое количество среди чеченских тайпов. Пялинг, что олса, шаш, пялинги техена душа шоли. А сами они потом называют тайп. Этот чеченский тайп, этот чеченский тайп. Но чаще пялинги техена дуолса. И штундук. Итак, есть вопросы, Ибрахим, есть в Ютубе вопросы?
Гирихан, они уничтожили, здесь были некоторые орден, Тевтонский орден, который попросил убежище, считают их французами, они попросили здесь убежище, их приняли, они построили храм и были там жрецами. Сначала нормально, а потом из-за того, что они начали обращать то ли на наших женщин, сестер, ненужное внимание, из-за этого им было указано, что нельзя, но они нарушили это правило, после чего их быстро ликвидировали. Хасан Бакаев в одной из своих лекций утверждает, что движение было из Чечни в Урарту, а не наоборот. То есть урартийцы вышли из Чечни. Руслан Цугаев. Вполне возможно, но то же самое, что мы и говорим. А они кто по нации? Ати, они, по-видимому, французы в основном. Они французы. Если я не ошибаюсь, это тевтонцы, Тевтонский орден, они относились к французам. Там как-то звали этого графа или кого-то, сейчас я не помню. До сих пор там есть какие-то потомки их. То это те, которые ходили в крестовый поход, которые воевали вместе против этого, как его звали, известного в Иерусалиме полководца. Да? Всем известный, который завоевал Иерусалим. Короче. Вот, Абу Яхья, абсолютно верно, с Салахуддином воевали, вот это и были тевтонцы. Они гаплогруппы Т, по-моему, да, эти ферлинги. Нет, они не группа Т. Т у нас есть среди нашхой, это чистая, очень редкая гаплогруппа, ну, среди чеченцев она есть, а ферлинги, у них гаплогруппа иная. Ферлинг Шоуцер. Я-то знаю, но оставим, давайте, сейчас не хочу никого трогать. Тевтонцы. Не, есть Тевтонский орден, я знаю, но эти французы, они потомки графа, граф Вари, сейчас вы заталкиваете меня туда, куда не нужно. Потом обсудим этот вопрос. У меня там викинги, абсолютно верно. Салахуддин, да, они воевали против храмовниками их называли, еще тевтонцами их называли. Тевтонцы я перепутал, походу. Храмовниками их звали. Но вот этот Лилия, их фирменный знак был Лилия, которые находили этот знак в горах и на некоторых кладбищах Галанчурского района. Какая гаплогруппа, скажи, Башлан, мало кто поймет. А так... Ну, те, которые говорят сегодня, что они потомки перлингов, они сдали гаплогруппу, и у них показало, тейп не буду я называть, у них показали J1, по крайней мере, у них показало J1. Но они говорят, что они потомки перлингов. Храмовниками, да, храмовниками, тевтонцами, некоторые Тевтонский орден называют, хотя тевтонцы, я думаю, это все-таки немецкие. Если я не ошибаюсь, храмовниками, я их могу перепутать. Надо сейчас это вспомнить. Но с Салахуддином они воевали. Точно. Посмотрите, кто воевал, какой орден воевал святой католической церкви с Салахуддином. И сразу найдете ответ. Кажется, храмовниками они были. Да, их называли каменщиками, их называли иллюминатами, их называли масонами. Абсолютно верно. Их святая церковь анафеме подала, их, кажется, многих поубивали, сожгли на костре, а остальные сбежали с Европы и затерялись в Кавказских горах. Пошла, можно спросить, я видел сегодня ролик, что язык чеченцев похож на викингов. Может, это и фейк? Нет, это не фейк. Почему фейк? Нет, конечно же. В чем здесь фейк? Если идентично то, что у нас это обозначает, и у них одно и то же обозначает. Причем тут фейк? Мы не говорим, что это чеченский язык. Мы говорим, что смысл один и тот же. Ну,
А викинги сами не отрицают, и их история и легенды говорят, что они пришли с северного. Норд-Кавказус они называют, Кавкейшн. Они отсюда ушли, они знают. И предания у них есть, и легенды есть, и символ священного викингов – это волки в основном. Да, дальше смотрим. Башлам, если не ошибаюсь, академик Автенделян пишет, что в остатки нахчийских племен после разгрома Урарту 500 лет шли до Чечни, к единственному сохранившемуся анклаву чеченцев. К своим ты имеешь в виду? Ну, может быть. Тамплиеры. Ну, видишь, тамплиеры говорят. Храмовники, тамплиеры. Я не знаю, но не суть. Они вот в любом случае ферлинги тахена шоуцерах. Ферлинги шоуцерах, лишь букуш. А начал ту резню с Франции, положил король Франции, сейчас точно не помню. Да, я же говорю, их в ересе, они их после крестового похода, это как раз таки после взятия Иерусалима, в этот период это произошло. Это орден масонский начали считать, что они проводят какие-то культовые обряды. Они были неимоверно богатые, все свои накопления золота, то, что они на Ближнем Востоке наворовали, они спрятали. Потом их начали сжигать, этот орден начали преследовать. И часть из этих орденов, говорят, скрылась в горах Кавказа. Но у нас это подтвердилось тем, что во-первых, есть эта легенда, во-вторых, начали на могильных плитах и некоторых зданиях находить вот этот орден лилии, кажется, который принадлежал храмовникам, тевтонцам, или как угодно называйте, кто там был, не суть. Они вместе были, но к ним приписывают это. И легенда об уничтожении, все это есть. И плюс буквально недавно, когда я начал встречаться с некоторыми тейпами, когда начал им задавать вопросы, они начали говорить, что они, когда я сказал, что это не свойственно нам, они сказали на самом деле, что их предки называли, что они потомки перлингов. То есть вот этих перлингшмукш как раз таки появились, когда их прогнали с Галанчужа, и они оселись в восточной части, к различным тейпам приписали себя. Но с этими тейпами их ничего не связывает. Самое интересное, хоть они осели среди них, ДНК у них разная. Связь оборвалась, Башлам, правда, что язык это фейк? Нет, неправда, я же сказал. В темные века средние, да, средневековье. Понятно, брат, Башлам. Это были крестоносцы, да, Монфор. Да, де Монфор, правильно. Они крестоносцы, они все храмовники, крестоносцы, красным крестом они были. Воевали в Иерусалиме. Да, абсолютно верно. Цабуар Зюга Башлам, я отправил тебе донат, дошел же. Уважаемые мои братья, когда что-либо мне отправляют или доходит донат, я сразу сообщаю. Нет, ничего не доходило. Эти 7 человек, которые поддержали, они до сих пор висят. Остальное все, больше ничего. Если кто-нибудь что-нибудь еще поддержит, я вам обязательно скажу. Мне это скрывать незачем. Это не миллионы, не миллиарды, и не сотни тысячи, и не десятки тысяч. Поэтому если кто-нибудь поддержит, я всегда говорю, ДРС, Хил, Хакача. Сейчас больше там ничего нету. Если нету, значит, зачем мне врать и преувеличивать. Ва алейкум ассалам, чеваха. Так. Итак, господа, еще 12 минут у нас. Задавайте вопросы быстро, если у вас есть. А то я смотрю, вы сегодня какие-то вообще грустные. И я не дочитал до конца материалы. И вы промолчали. Хотя у нас Ламберг, Ханс Шварценбах. Вот, принял. Шварценбек написано, Ханс Шварценбек. Тишина, все молчат. Все молчат, и я молчу, Бахчанеден. На видео, где с Норвегии был человек, который читал там, да, это норвы, они зачитывали. Башлам, я был знаком с Герцаевым, этнограф топонимии Герцаевым. Речь Герцаев, видите?
Это храм до сих пор есть там, в Галанчоже развалины. Остатки фундаментов якобы есть там, а больше ничего. Там ничего не оставили, полностью уничтожили. Я там на видео чисто услышал, тут был... Да, Атти, то же самое услышали мы, но парень спрашивает, не фейк ли это. Зачем? Я говорю, в чем смысл фейк? Надеюсь, что это не фейк, по крайней мере, никто не опроверг, что сказал, что фейк или нет. Мы, опять же, не утверждаем, но то, что у норвов и датчан есть полностью совпадающие по смыслу и по значению слова, то есть «войнохче мехцане», но это потомки викингов считаются, это жители Денмарк, Норвей и шведов. Вот они считаются чистыми викингами. Остальные так себе, они как бы... Поэтому это Норвей, считающий себя более чистыми викингами, зачитывает Норвей. Но и у датчан, и у норвегов, шведов я не знаю, но у датчан и норвегов точно есть чисто чеченские слова по значению, которые имеют смысл такой же, как и у чеченцев, один в один. Об этом мы печатали и публиковали. Кстати, и передаваемые звуки букв мне писали многие, говорили, не легче ли нам использовать норвежский алфавит, точнее, да, алфавит, потому что они более правильно передают звуки чеченского языка. Вот такой разговор у нас был. Ассаламу алейкум, алейкум. Шиша хамичау. Норвей. Да, норвегов норвами называют. Порядок юбашлам. Все строят и новые башни 50 метров. Так что то долча порядок ю. Асхаб Ахмаев. Ну, порядок дадар положению. Один из самых больших тейпов. Один из богатых тейпов. Да, я на днях случайно видел ролик, некоторые слова совпадают. Да, это есть, это не фейк, это достоверно. Что-то очень похоже, мои родственники тоже говорили о том факте. Я связывался с датчанами, с датского университета, представителями, и у нас легенды и об Одине, и о Волгале, и о тотемном животном, о волке. Очень сильно они совпадают, и они говорят, что их прапредки, точнее викингов, они появились с North Caucasian, то есть с Северного Кавказа, и появились в нашей части. Именно у викингов есть эти, и датчан есть эти подтверждения, и очень много чего, но сейчас это рассказывать немножко, как вам сказать, политически не та, но нас очень много проживает там ночи, они предоставили мне информацию, которая очень достоверна, и опровержение никто не может сделать. Это чисто видео. Сейчас книги в Сахундайл Иш. Зумсу деласо олимпийский аву аварайца. Та проблема. Аллах кана галю аусу. Аллах тала ава еще шухану чена. Башлам, интересуешься ли ты своей генеалогией? Своей какой? Экшбату, что ли? Я знаю свою генеалогию, но с ДНК-анализа я не сдавал, если ты про это говоришь. И многие очень уже печатали, что я сдал ДНК, что у меня якобы монгольская, там, алтайская ДНК, начали всякую ересь писать, но ни один человек с моего рода, с моего тейпа, имеется в виду близкий родственник, не сдавал ДНК-тест. Так что это все полнейшая ерунда. Солнцу Милуха, ну, ДНК учили швац, если я издам, я сделаю большой биг тест, и хочу, чтобы он был максимально таким. Истинные викинги считаются исландцы. Ну, это уже их внутренняя тема, я не хочу сейчас влазить в эту тему, исландцы или нет. Норвы считают себя наиболее чистыми, датчане считают самым крутым, и самым крутым королем-викингом был датчанин. Норвы себя считают более чистыми, исландцы себя считают единственными, поэтому
Это их внутренняя фишка, мне до них дела, честно, нету. Но я знаю одно, что норвы и датчане, у них 100% легенда, что они ушли отсюда, с Кавказа. То есть предки викингов. С Кавказа говорят они, Северного Кавказа. Но откуда вот точно, я не знаю. Они не говорят с Чечни, они говорят с Кавказа. Вот и все. И по телосложениям больше не на нас похоже, да, за века появились немного различия. Ага. Ильхан Алдамов. Не знаю, наверное. Алан Вала, Хазар Вала, Сунсу, Ногчи, Вуха, остальное мне как-то по барабану. Так что и что. В этих вещах я не переживаю. Saya шит да уис нен агой де агой шина урбойс 12, 13, 15 предков. Сейчас бишь ночью будешь в храм, а? Что было раньше, знает только Аллах. И ДНК-тест муло, намечало из Герихан. ДНК-тест стоит $750, а гош махатне, а связи вал, а с того это руку остаган. Сюндал диеш даксоны. Диеш стаган, антева виза, съездой. Биг-тест стоит $750. Вот именно смотришь всякие фильмы, читаешь книги мужественные, как чеченцы. Наверное, валидово. Брат, честно скажи, как у тебя в голове такая память? Кофе или что? Читаю много, Апти. Читаю, а история это вещь такая, которую, если ты интересуешься на самом деле, и сохраняется. И еще один большой минус. Если будешь много читать, будешь вот таким лысым, как я. Понял? Шапка моя, родная, чеченская, спасает. А так, лысым будешь. Не читай много. Шучу, конечно. Читай. Да, ладно, есть двое. Я не знаю, я просто читаю, очень хорошо запоминаю. Орехи, не орехи, кофе, мед, шоколад. И когда я знаешь, как делаю? Я тебе честно говорю. Если я прочел книгу, если я хотя бы 70-80% не запоминаю, что я прочитал, я его перечитываю еще раз. Еще раз. И так доходит иногда до 5 раз. 5 раз я могу прочесть книгу, чтобы запомнить уже, что там точно написано. В основном, допустим, мне книгу всю читать не нужно. Смотри, вот книга, да? Видишь книга? Вот она. Индуши, родная могила и так далее. Вот я оставил здесь уже 4-5 закладок. Я выбираю места там, где касается чеченского народа. Закладки я оставляю. Я читаю 1 раз в эфире, 2 раз, 3 раз. Это автоматически откладывается у меня на голове. Это как карточки. И потом ты уже цитируешь спокойно, говоришь, на этой книге, на этой странице ваш уже написали. И вот так сохраняется. Это еще со времен университета ситуации. Так и сохраняется. Есть некоторые книги, которые все нужно запоминать, важное. Но в многих книгах, которые они частично говорят, описывают нас, их берешь и выписываешь, записываешь, сохраняешь. Аллах динчун резу бахатис. Амин. Амин. Так, башлам. Так. Это очевидно же ведь башлам, ба. Башлам, ты родом с Гайты, Асламбек Магомадов. Я знаю, что гайтинские Эшбату мои братья. Но я не с Гайтов. Нет, я родом из Бердкел, с Бердикельских, Эшбатуй. Эшбатуй проживает в многих местах, вплоть до Псидаха, даже до Назрани, там даже есть Эшбатуй. Сейчас буквально недавно, я не рассказал в эфире, кажется, был съезд Эшбатуй, собрались до 1000 человек, зал бы больше не вместил, там невозможно, от 500 до 1000, но мы полностью зал забили, остальные уже как разъехались. У нас в следующем году будет общий съезд на Родовой горе, у Родовой башни Эшбатуй, там в родовом селе Эшбатуй, Эшбет Оша, Юртю, Цига Эшбатуй, Баую, Эшбатуй, Междик, Дуцига, там будет съезд, там уже будут выбирать старейшину главного из нашего тейпа и так далее и тому подобное. А так было просто съезд первого Эшбатуй, собирали списки, и вот мы смотрели ареал проживания Эшбатуй по Чеченской Республике.
И вот тем, кому интересно, Эшбатой проживают из Чеченской республики, я говорю, только Чеченской республики. Соседние регионы оставляем. Ашхой-Мартан, Сверноводская, Урус-Мартан, Гайты, Шкали, Сержинюрт, Бердикель, Чечен-Аул, 15-й Молсовхоз, Лохнойри, Чургюрт, Знаменская, Ломазюрт. Это из Чечни только, если мы говорим. Айлюрт, Ермячусь, Айлюрт, Вормяшин, Сасимя. Долинск, Чечин, Беркел, Устрадгал, Аргун, Мескеройл, Джалк, Гудуремес, Ведено, ну, само собой, Эшбет, кого я упомянул, Грозный, Однознапола, что я еще забыл? Я знал их все наизусть, кажется, все перечислил. Из соседних регионов Аух, Дагестан ныне, Аксай, Хасавюрт, Псидах, Моздок, Моздокский район, Предмостная, Беслан, Владикавказ, это там, где Эшбатой, Назрань, кажется, все. Это с близких регионов. За я уже и не говорю. Тайп не маленький Эшбатой, ну и, конечно, что такое. Вот так вот. Ну, Аргун тоже я зачитал, конечно. Санейнан яр Беркелер, Тайпан Бенойер, Бу Беркела Беной Бу. Башлам, очень странный вопрос, но встречал ли ты представителей Тайпа Бейтро? Конечно, встречал. И слышал Бейтро и Духа Засун, особенно Аухи встречал. Бейтро и Боуш. Аргун тоже много, да, я так сказал. Пильта Бейтро встречал. С 18 года смотрю твои эфиры и поддерживаю тебя. И за это время очень много узнал истории и о многом по моей истории. Брат, благодарю за многие знания, что приобретаю, слушая тебя. Огромная баркала, ати дерес, да, духуахуаю, да, мокшмашлилуаю. Уважаемые мои друзья, мои подписчики, братья, сестры, на этом мы сегодня заканчиваем. Завтра обязательно тоже постараемся сделать эфир. Даже, возможно, днем, если получится, я не знаю. Если получится, сделаем завтра, да, это все зависит не столько от меня. Итак, сегодня нас поддержали 7 человек. Им огромная благодарность. Вчера, те, кто не посмотрел первую часть нашего эфира, в Ютубе на телеканале Башлам.39 лайв сохранилось. В Инстаграм меня почему-то выкинул вчера, я не знаю почему, не успел я сохранить. Так что, если нету на Инстаграме сохраненного прямого эфира, посмотрите в Ютубе, там обязательно найдете. Не забывайте ставить лайк, подписаться. Обязательно будет приходить вам сообщение, когда у нас будет прямой эфир. Я надеюсь, что я добью скоро некоторые моменты, и много интересного узнаете из книг, которые о нас пишут, наши недруги, и фантазируют насчет нашем народе с негативной стороны. Мастера Бюсле говорил, еще хотел бы попросить прощения ради Всевышнего Аллаха, если я каким-то образом задел, обидел, оскорбил ваш тайп, тухум, народ, я не знаю. Я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Я ни в коем случае не хотел ни оскорблять, ни унижать, ни принижать, ни не возвышать кого-либо. Мы читаем, изучаем историю, трактуем ее так, как ее знаем о своем народе. Если мы каким-то образом сделали это не специально, это только та история, как и мы ее видим, и мы ее изучаем. Я в том числе имеется в виду. Поэтому, если что, прошу прощения, огромная благодарность всем, кто поддерживает, моим подписчикам с YouTube-канала, с ТикТока, с Телеграм-канала, Фейсбука, с кого я забыл, с Рутуба, Ютуба, Инстаграма, Шумасан Дересхил. Да, чуть не забыл, валикум ассалам. Вчера в прямом эфире нас просмотрело, чисто в Инстаграме просмотрело 520 человек.
я вам сказал 370, в конце эфира вылезло вот это число до 520 человек. Посмотрела вчера в прямом эфире. Не знаю, сколько сегодня, это будет уже видно. Обязательно после эфира, как я сохраню, не забывайте заходить, поставить лайк, оставить комментарий, даже если вы были в этом эфире. Это будет продвигать наш эфир. Еще сотни, у нас уже сотни тысяч и миллион человек нас просматривают. Просмотры у нас очень хорошо. Альхамдулилля, дейлхая, танцания идут вверх. Не забывайте подписаться, поставить лайк, оставить комментарий. Шундерес хил, да, съедуайл, да, мукшмаши. Муху башлам. Альхамдулилля, это Бакаев, твой младший брат. Бакаев какой? Мухаммад Бакаев или Мухаммада Бакаева младший брат? У меня есть один брат очень хороший, Бакаев Мухаммад. Он из Тейпа Шикро, достойный, чистокровный ногчи. Но он такой... Шикро или Рябаш? О, Шикро. Садед. وعصجاري سديدة وي سنانة بازوكا يرشق ويق تستكروني ديل دا يق خاز نيسان بيوستقما الله ديل جاشتور عم بقربا الله البرش بازوك تيما خلا تير تاني خاق مقرداري بايبو يوي شقرا سدينان دينان خلق سي خاكستو شقرا يا شرايسكي سساي أولير بو دعتي تيش وشبات محمد ما سيجع شقرا خلص وما سيتوز محمد شو ديك أنتو نو حرساو تحهم آلا أولي تقف أولي واو يا قيكروا الوقت كاك نستياش شقرا محمد مين محمد بكاي ومحمد بوشوقي إذا نوري عشو إيش دو وابان شارخي تركل دي عشوي Духлани очень стоит докушит, отвечание Ерсикану. Ich will mir atwato, in zwar Moskwa Dubai als achol schwarze Wäschler, willst du achol. Do Idol Belhawi, Belbest, sag свободно, хол schwarze. Zunder Aizu ashwarasi, gut Tarzane, te gut Khans, Tam ala olit up ol yu yazi chesa yazi chaisa sadanish karenir Elbek azwari aldamov. Zandakski o Elbek kajı Zandakski olsun. İdo ilk valhanşbari tünsane. Tasurtuk kız yakına. Tas halga вахошин. Elbek kajı Zandakski olsun. Zandakski ve olsun Zandko Elbek kaj. Последний имам чеченца olsun. Цунюк вахошин истгай ялстаг цуюк ашикрову. Это Мухаммади прямой да умяцуй. Иисус цанадина цуна Цанадина как раз и подтверждение, документальное подтверждение, касина, караина, постини, раси, чукасна, каси, цуналят. И я вообще связи, волшват, война. Инсургена асу вас, по сути, это меркела асу, халва, вор, хазхошел, вор, дауидер, хинц, царим халя ласа, шикровыши. Так что, ищ ситуации, понахчу. Интересно, это много труда, что интересно даже. Говоришь, военок, что купчи, и будут это, купчи босса. Да, ну они считают это, во-первых, Яковлев в своей книге 1925 года написал, что ингуши бедных и богатых называют кюпчельгами. Это они называли сами своих ингушей так. А у них это оскорбление, то есть, кто занимается торговлей, торгашами, инстаргаш, оскорбление, цацбольчан. Другие посчитают это нормальным. Они тем самым хотят оскорбить нас и называют нас кюпчельками. То есть вы продаете на базаре, вы продаете вдоль дороги клубнику, куры, там, носки и так далее, тому базарный нахбуй. Царах, типа, они это ниже нашего достоинства, этим занимаются кюпчельги олца. И они тем самым хотят вот это свое название передать нам, то есть оскорбить нас этим названием. Но в книге исторически официально это зарегистрировано, кюпчельгами называли ингушей, сами же называли бедные, называли богатых кюпчельгами их. Это есть, я это много раз публиковал, это о нас нету никакой войны и оскорбления. У них тупое их воображение, они считают об этом именно так. Есть ситуация.
Так, друзья, если что, я на связи, со связи Аушун. Масана Бюсталдек Алиоил, Кан Эфири Хаусардуэ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Масер Бюсталдек Алиоил, Дайла Мукш Маш Айл, Дар Эхтубал. С вами был ваш брат Башлам. Маш Айл Шоу.